Исәмсез балалар. Ничек Нормально. Вообще почти идеально. Только мектепте балалар не ядыр. Это хорошо. Интересно, почему? Ялқау, ялталардың нәрсе сіз нендей файдалы әйбір ашадыңыз? Сымында ма? Да. Сіз ютубта? Нендей файдалы әйбір ашадыңыз? Молчание. А? Молчание деймін. Иә. Ничек Алиса, нендей файдалы әйбір ашар керендің? Білмеймін. Білмеймін де. 11 күн бейт. 11. Урал сен? Рисовать научился. Нәрске? Научился рисовать. Шықырырақ сөйлей, Рам, біз сені вообще нақына шығаршы тәуіз. Ладно. Нарсалил, ты по видеоурокам, типа, 5 шагов, как нарисовать кошку учишься или как? Нет. Так, сам учусь. Просто нәрселер ясысың? Да, все время. Нарсалил, а сен, кстати, роботларны бірінші керенесің бұл? Или ничек вообще? Просто в голове рождается робот или как? Да. А ты все фильмы и мультики про роботов уже посмотрел? Нет. Принести? Онда ушу исптан қануя біле тұраш қазір. То есть, получается, разговариваем, как Урал учился там, рисовать роботов? Жоқ. Салям. Хайырлы күндер, сәмсіз. Камиль. Мен Марат. Мен Айдар. Вот, Айдара помню, конечно. Вот. Сіздің қалдарыңыз? Эйбе, Шотландияда қазір. Нешік анда? Бізден жылы, сізді нешік? Мында мотур, йозенде, уже почти жей. Вот. Но мен бәлекей шәһәрдә, мында 16 мең кеше. Мында университет кына, и все. Меңа гүл қызық еді. Мәселен, шәһәрдә университет кына һәм булды бітті. Анда теге минем воображениеда 70-80% ол теге гүл студентлар ушулай ма или ничегрәк анда в процентном соотношении? Обычно да. КЗР немножко не так, потому что большинство студентов разъехались. Ну, қызық ула бит алайса. Гүл ешлер. Бик еш шәһәр ие. Әмма бұрынғы шәһәр шул вакытта. Древний город. Но все равно древний город. Да? Бу оларның иң старый университет. Шотландияның. Ненде шәһәр ул? Сент-Эндрюс, шулай бит? Ие, Сент-Эндрюс. Изге Андрей шәһәре. Анда бит Сент-Эндрюста нелер башня бар ма? Мен прям не адыр. Онда собор бар. Ол был главный собор Шотландии, но во время реформации протестанты победили, собор сожгли, замок сожгли, архиепископа повесили. В доме, где раньше жил архиепископ, хазер исторический факультет. Ну, протестанты. Мен загуглю Сент-Эндрюс. Сіз хазер Актанышта? Біз хазер Актанышта. Хәтта біз гимназияда. Ничек олар, ничек сезнең, ничек карантин хәзер? Рахат. Балалар өйләрендә, безнең укулар мәктәпләре түгел. Хәзер гомумән ял вакыты безнең май каникуллары дәргә мөмкин инде. Кешеләр бакчаларда эшлиләр. Булай безнең укулар дистанцион рәвештә бара иде һәм 12 майдан дәвам итәчәк дистанцион тәртиптә. Понятно. То есть дети разъехались? Әйе. А сіз, Марат, тоже преподаете? История.
Коллеги, получается. Я бы не сказал. А Чинайдар? Мин Тоже. почти уқытам. Да, мин завуч һәм біраз алып барам түгәрәкләр. Әйтмеймін нәрселәр буенча алып барганны. Ястрау берешексез. Мин балаларга сөйләм философия турында біраз. Понятно. Шундыйрак безнең түгәрәкләр. Латынь, анда күп. А Чин, получается, институт уже закончил? Мин тамамладым бакалавриатны һәм мин магистратурада КФУда. КФУның данлыклы знаменит религиоведение кафедрасы. Шундый җирдә. Безнең укучылар шулай кушылып бетәләр. Без магайна көнләп башларбыз. Һәм без ютубта да барабыз. Ага, все нормально. Все нормально. Без магайна ничек һәм үзем ништен факат. Без димәк башларбыз магайна сезнең укугыз турында сөйләүегездән бәлки менә укучылар өчен тамырга таныштырып китәм. Безнең белән бүген Камил абый Галиев, ул аның гимназия булганы бар. Күптән инде 2013 елның маенда аның әнисе Рима апаның һәм инесе Оскарның үзе булганы бар име. Бик күңелле вакытлар иде. Сез аны хәтерләмисез дә бәлки. Әмма бүгенге көндә Камил абый укый Шотландиядә, Сент-Эндрюс университетында. Әмма анда укырга кергәнче ул барыбер әле шактый озын юл үтте бугай. Тагын берничә университетта, берничә илдә укыды һәм белем алды. Анда бик кызыклы гына күзәтүләр дә булгандыр аның. Һәм без башта сөйләшергә теләр идек сезнең шул юлларыгыз турында, чит ил университетлары турында. Ну, меня зовут Камиль. Я историк-журналист. Я закончил... Мен хәзер урысча сөйләшәм. Мен татар телен. Я закончил сначала высшую школу экономики, исторический факультет. Потом работал некоторое время, по сути, чиновником. Это в агентстве, которое занималось улучшением инвестиционного климата в России. Потом уехал в Китай, в Пекин. Это Пекинский университет, делать магистратуру по китаистике и экономике. А из Китая уже приехал сюда, в Шотландию. Это университет Сент-Эндрюс, это их самый старый, самый главный университет в стране. Что, мне кажется, тут может быть для вас интересно? Ну, во-первых, то, что все это делалось на деньги тех стран, куда я ехал. И я немного поговорю об этом, говорю о том, кому это может быть нужно, зачем это может быть нужно и как это делать. Хороший вопрос. Стоит ли вам заморачиваться тем, чтобы уезжать, получать образование за рубежом? Мне кажется, это очень сильно зависит от вашего профиля. Если вы математик, если вы программист, то очень может быть, что первоначальное образование, там бакалавриат, имеет смысл получать в России. Но если вы гуманитарий, если вы собираетесь, там, не знаю, история, политика, международные отношения, вот еще такое, тогда уровень, который здесь и который в России, не хочу никого обидеть, но он немножко небо и земля. То есть мне 27 лет, я сейчас, получается, в каком своем по счету университете? Раз, два, три, четыре. Получается, уже в шестом, потому что я еще ездил на пару раз на семестр. И первый раз у меня ощущение, что то, что я получаю, действительно образование. И для гуманитария, для него принципиально важно пожить в среде, где есть качественная гуманитарная среда, где есть нетворк, и где ему дадут гораздо более существенный фундамент, чем тот, который он может получить в России. Есть такой момент, я не буду в данном случае лицемерить, что, возможно, если вы получите образование за рубежом, там, на Западе, то возвращаться в Россию вы, возможно, уже не захотите, потому что на данный момент, знаете, во многих странах западное образование, оно дает огромный карьерный скачок.
огромное карьерное ускорение. То есть вот сейчас, например, рядом со мной грузины, азербайджанцы, казахи. Для них, для всех, когда они вернутся в свои страны, тот факт, что они отучились в Великобритании, это супер круто. В России не уверен. Возможно, ситуация изменится, и более того, я думаю, что она, скорее всего, изменится там в течение лет 10, но на данный момент это прямо карьерного скачка и буста серьезного не дает пока. Зато что дает, это дает гораздо более развитые компетенции и возможность выбирать не из там вариантов жить в Москве, в Питере, в Казани, а из гораздо более широкого набора вариантов. Это все была лирика. Теперь о том, как конкретно это можно сделать. В целом, чем старше вы становитесь, чем больше у вас какая-то credentials, чем больше вы набираете дипломов, опыта, знаний и всего такого, тем найти возможность учиться бесплатно или чтобы вам еще за это платили легче. Сложнее, понятно, всего это на этапе школы. То есть тут есть свои опции, есть некоторое количество международных школ в той же Британии, которые дают стипендии. Сейчас я вам даже назову. Ну вот, например, мне очень понравилось, я знаком с учениками оттуда, и очень хороший уровень дают United World Colleges. Если вкратце, это они назывались Imperial Colleges раньше. Это колледжи, которые англичане основывали для людей там своей империи, из Индии, там всякой, из Южной Африки. Они дают очень хороший уровень, и они дают стипендии, в том числе иностранцам. То есть это реальный вариант уехать, например, учиться в школу в Англию бесплатно. Другое дело, что этот вариант, он прям очень трудный. То есть конкурс гигантский на стипендию. Если вы поднимаетесь на уровень выше, на уровень бакалавриата, то это становится попроще. Тут можете посмотреть и в Европе, например, там Центральный Европейский университет или университет Корвина в Будапеште. Или если бы мне было сейчас 17 лет, я знаю, куда я пошел учиться. Я подавал в Нью-Йоркский университет Абу-Даби. Там эмир Абу-Даби, он очень щедрый, он скупил лучших профессоров со всего мира и бесплатно приглашает к себе учиться народ. Соответственно, там оплачивается все, вплоть до там археологических экспедиций на Бахрейн, и вы переезжаете на 4 года на полное содержание мира, учитесь в отличном месте, и по итогам у вас диплом Нью-Йоркского университета. Это что касается вариантов для бакалавриата. Когда вы поднимаетесь еще на уровень выше, на уровень магистратуры, то количество вариантов еще расширяется. Их настолько много, что я все описать не смогу. Я скорее дам вот некоторые наметки. Один из хороших и реальных вариантов – это магистратуры Erasmus Mundus Европейского Союза. Ну вот, например, смысл в чем? Что ты учишься там в нескольких университетах в течение 2 лет, и тебе дают там несколько дипломов по итогам. И ты все это время получаешь 1000 евро стипендии в месяц. Ну вот, например, у меня так знакомая, она изучала архитектуру, городское планирование, она полгода училась в Брюсселе, полгода в Вене, полгода в Мадриде, полгода в Копенгагене. И таких программ очень много. Они там исследования Средиземноморья, нейробиология, там, права человека, короче, все что угодно. Я принял другое решение. Еще один хороший вариант в Европе – это Центральный Европейский университет. Вообще Центральный Европейский университет – это, наверное, сейчас главное окно для российских гуманитариев, которые собираются уезжать за рубеж. Там очень хороший уровень, туда можно поступить. Я туда поступил, но я туда не поехал, потому что в итоге я решил поехать в Китай по нескольким соображениям. Во-первых, в Китае тоже щедро выделяют деньги на иностранцев. Во-вторых, и это может быть даже важнее, чем первое соображение, Китай – это страна, которая, нравится нам это или не нравится, мне, например, не очень нравится, но она во многом будет определять, каким будет мир там следующие 100 лет. Поэтому пожить туда, пожить там, посмотреть на них изнутри и поизучать их изнутри – это будет очень полезно.
И я, например, знаю что для меня, как для специалиста, это очень сильно увеличило мою значимость. То есть для меня тот факт, что я в Пекине отучился 2 года, он открывает двери, где раньше, ну, меня просто не стали слушать. Вот. Насчет Китая. Там разных программ дофига, в том числе англоязычных, оплачиваемых. Но главных 2. В Китае, вот знаете, как в Америке есть Гарвард и Йель, в Англии есть Оксфорд и Кембридж, в Китае есть Пекинский университет и Цинхуа. В Пекинском университете это Академия Янчинг, в Цинхуа Шварцман колледж. Академия Янчинга, она более вот академическая, более для ученых, а Шварцман, он больше для корпоративного народа, кто там только что закончил свой контракт в Маккинзи и собирается делать другой там в Эрнст энд Янге. Я в Янчинге учился. Очень интересный опыт. Не только из-за того, что там я узнал, что все, что я о Китае до этого знал, было неверно либо не точно, но из-за того, что Китай, ну вот знаете, это как это другая планета, это Марс. Приведу пример. Я когда туда приехал, я увидел, что китайцы, они все время стремятся угостить тебя алкоголем. Пивом, вином, водкой, неважно, чем угодно. Я сначала принял это за знак, знаете, такой симпатии, расположения. И только потом понял. В китайской культуре тот, кто пьет, он признает свое низшее положение в иерархии. Она жестко иерархична. А тот, кто выше в иерархии, он либо не пьет совсем, либо только чуть-чуть пригубит. То есть, например, вот, допустим, Айдар и Марат – 2 начальника корпораций. Марат – мой начальник, я его подчиненный. Айдар берет бутылку вина, там, допустим, 5000 баксов бутылка, и наливает Марату бокал. Что должен сделать я, как хороший подчиненный? Я должен взять его бокал и выпить его. В Европе на этом моя карьера бы закончилась. Меня бы поперли отовсюду. Но в Китае я беру на себя ношу своего начальника. То есть, если китаец вам предлагает выпить, это не от симпатии. Он вам показывает на ваше место. И тот факт, что вы этого не понимаете, он только делает все в 3 раза смешнее. Вот когда я это понял, я больше не позволял меня угощать. Это маленький такой штришок, но который показывает немножко, как китайцы мыслят, какие у них вообще отношения между собой и с другими людьми. Очень интересное было время. Еще и почему? Знаете, вот сейчас на Западе любят говорить про привилегию белого человека. Я не уверен, что она есть на Западе, но она совершенно точно есть в Китае. То есть я чувствовал, что я в Китае несправедливо привилегированный. И очень много, скажем, для всяких неудачников из Штатов, из Англии, которые не смогли сделать карьеру у себя, для них прекрасный выход ехать в Китай. И внезапно они всем нужны. Потому что за их белую рожу и за акцент английский или американский им дают отличные деньги. Вот. Я в Китае прожил 2 года. Это было очень интересно. Но решил, что жить там дальше не хочу. В том числе и потому, что это Марс. Ну и не буду лицемерить, одна из причин – это экология, которая не просто ужасная, она омерзительная. Там ты должен постоянно отслеживать индекс загрязнения. Если индекс загрязнения 100, воздух ощутимо воняет. Если 300, то уже там вдалеке предметы не видно. Если 500, ты можешь, взял там вафлю в автомате, открываешь ее пластиковую упаковку и видишь, как она начинает медленно сереть, потому что вся взвесь в воздухе на нее осаждается. Почему так? Ну, очень просто. Потому что северо-китайская равнина – это маленький клочок на Земле, на котором живет 800 миллионов человек. И они все топят углем.
Короче, я подумал и решил, что 2 года – это прекрасно, и это дало мне большой буст на будущее, но на этом стоит закончить наше знакомство с Китаем. И я стал смотреть, куда дальше ехать. Я думал насчет России. Послал резюме, сходил на, приемы к разным начальникам, дошел до одного очень большого начальника. Он мне говорит: Камиль, я могу дать тебе работу, только одна маленькая деталь. Вот прямо сейчас ставок нет. То есть ты сейчас поработай бесплатно, а в будущем... Я говорю: спасибо, все понял, и больше не приходил. Причем, если бы мне было вот столько лет, сколько вам, если бы... А сколько сейчас, кстати, лет тем, кто меня слушает? Какого возраста? 17. 17. 20. Ага. Вот если бы мне было 17, я бы согласился. Но мне 27. И я на такое уже не подпишусь. Короче, английское правительство, а конкретно Foreign and Commonwealth Office, Министерство иностранных дел, оно выделяет стипендии каждый год по всему миру. Приглашает людей приезжать в Великобританию, и они оплатят годовую магистратуру в любом вузе, в который вы сами смогли поступить. Это выделяют все, то есть и обучение, и на жизнь, и билет, и медицинская страховка, все покрывает. Я, честно говоря, думал, что я эту стипендию не получу. Почему не думал, что не получу? Ну, потому что конкурс примерно 100 человек на место. И я особо не рассчитывал. Подал документы, сходил на собеседование, но в вузы никакие не подавал. Короче, в июне мне присылают письмо. Поздравляем, вы выиграли стипендию. Но чтобы ее получить, вы должны нам прислать письмо из вуза, что мы вас берем в течение месяца. А я никуда не подавал. Короче, смотрю, где еще не прошли сроки. Сент-Эндрюс, Шотландия. Подал туда, и мне прислали письмо за 2 дня до окончательного срока. И вот я тут. Не жалуюсь совершенно. Это самое красивое место, где я когда-либо жил. Оно совершенно охрененное. Здесь очень сильные курсы, вообще очень сильный вуз сам по себе. Я сюда приехал с мыслью, что у меня есть новые, очень интересные идеи, и я скажу новое слово в науке. Пару месяцев поизучал вопрос, и стало ясно, что мои идеи наполовину не новые, а один немец давно уже по этому поводу написал серию статей 40 лет назад, а наполовину это полный бред. И я просто не понимал, как все на самом деле устроено. И я считаю, это отличный результат. Потому что если вам скажут, что вуз нужен, чтобы производить новые идеи, вам лгут. На самом деле хороший вуз нужен, чтобы проверять идеи. И если вы быстро поняли, что ваши идеи хрень собачья, значит, вы не будете больше тратить на них время. Я этим результатом очень доволен. Вот. Естественно, многие мои планы обломала пандемия. Я думаю, как и у многих из вас обломала пандемия. Я вот должен был лететь в Йоханнесбург, в Южную Африку. Там мы делали с товарищем немцем, с которым в Китае познакомились, проект специальной экономической зоны в Новгородской области. Взяли 3-е место на конкурсе. Должны были туда лететь, знакомиться с инвесторами, но не судьба. По крайней мере, не сейчас. Ну и вообще сейчас это будет жесткое время для поисков работы, для поисков там других способов, куда двигаться. Я на данный момент решил пока с образованием немножко завязать, потому что я чувствую, что 2 магистратуры сделал, а 3-ю будет уже немножко лишняя. Вот, поэтому сейчас смотрю варианты и в Великобритании, и за ее пределами, где можно было бы зацепиться, где можно было бы остаться дальше работать. Вот, это, если вкратце так, давайте сейчас задавайте вопросы.
Мен қалса сұраулар ұянғандар Мгм. оқушыларның һәм если agar да оқушылар әлі сұрау болмаса, Марат Мисуровичтің сұраулары бар, оңайша. А. Да? Ну, у меня больше вопрос к Камилю. Но это даже не вопрос, а просьба. Потому что, ну, я как учитель истории, у нас основная проблема то, что ну, дети любят историю, они ее знают, но потом вот где это все понадобится, они просто, ну, очень трудно найти себя, как бы. И как я понял, у тебя в этом плане очень большой опыт, поэтому можно ли мы периодически будем устраивать консультации хотя бы раз в год для вот этих выпускников? Без проблем. Можно и чаще, чем раз в год. А. На самом деле, мне как бы интересно посмотреть, чем живет, чем дышит татарстанская молодежь, куда она двигается. Но то, что такая проблема есть, и то, что историкам сложнее, чем тем же программистам, это несомненно. И надо быть лицемером, чтобы это отрицать. То есть приведу пример. Я сейчас подаю на должности в Лондоне на работы. И Лондон очень дорогой город. По некоторым меркам самый дорогой город мира. И там зверский конкурс. То есть огромное количество претендентов на каждое место. Зарплата примерно такая же, какую там программист получает в провинции. То есть, несомненно, что если ваш приоритет получать деньги, то надо заниматься не историей, а чем-то другим. Спасибо. Я говорю, это не значит, что вы не можете получать деньги Не-не. как историк, но это значит, что вам придется выдержать зверскую конкуренцию. Рахмат. Оқушыларның сұраулары мен қоса бардыр. Оқушылар, сізге сөз, сізге уникаль мүмкіндік сұрау беріп қаларға, Камил абайға. Шулай ук сіз Камил абайның көре аласыз эшләрен Телеграмда, фикерләрен һәм күзәтүләрен. Аның турында әйтеп торасызмы? Канал турында, Телеграмда. У меня свой канал «Высокая порта». У историка политический, он, да, вот скоро будет 10 тысяч подписчиков. И я скажу по секрету, что когда у тебя много подписчиков, это в том числе, я же последние сколько? Последние 3 года я живу на гранты от правительств. И когда у тебя есть своя аудитория, это очень облегчает получение грантов. Потому что ты приходишь, дайте мне денег. А почему мы должны дать тебе денег, а не кому-то другому? Потому что у меня 10 тысяч читателей. Патреонда сізге жіберілер бұғай шылай ма? Подписка бар бұғай? Добор, но вот я знаю, что я много информации за этот раз изложил, и там понятно, что вы не запомните, но по опциям, куда можно ехать учиться бесплатно, я на эту тему уже писал текст, я вот Айдару скину. Ага. Оқушар, рахмат. Мында сұраулар келелер ютубта. Камил абай, мында Римма Бекмухамматова, журналист, шондай сұрау бізге әйткен, қалдырған. Әйтегізші, балаларға печенеглар һәм половецлар кім екенін ничек айтылған атарға біздің оқып кеттім. Как проще объяснить детям, кто такие печенеги и половцы? Половцы ул без половцылар. Половцы ул тотарша кыпшаклар. Тотар теле ул кыпшак теле. Олтон урда, оннан исеме болды Дәшты Кипчак. То есть Кипчакская степь. Мы, собственно, татары, это микс кипчаков, половцев, булгар и финно-угорского населения, вот марийцев и прочих, которые жили на этих землях до нас. Поэтому половцы — это мы. Жауапқа жауап жазғандар, ура, половцы біз нихаят. Һәм тағын бір сұрақ қалдырғандар, Британияда татарлар турында ничек аңлатасыз? Яғни үз yüzіне қарап, Камил мин шын татар деп, татар yüzлі, жоқ, үз yüzіне қарап, Камил мин шын татар yüzлі деп айта аламы? Аңламадым.
Получается, как вы объясняете в Британии о татарах? И вот добавить вопрос, получается, можете ли вы сказать, что у вас татарское лицо? Да, конечно, могу. Драк Салом, да. В Британии я особо не объясняю, я говорю мусульманин. Что верно. Да, мында, Британия, да. Расскажу этот. Я, короче, когда сюда только приехал, познакомился с одним православным священником. Он англичанин, но по-русски говорит. Вот. Ну, я ему говорю, я из России. Он: в церковь часто ходишь? Я говорю: я вообще не хожу, я татарин. Он: правда? А это твой естественный цвет волос или ты красишься? Вот. Так что, я думаю, здесь скорее представление, что татары, они, наверное, вот как монголы выглядят, там, как китайцы. Вот. И очень удивляются, когда узнают, что это не так. Рахмат. Британияда татарлар күпмес аларга аралашкан бармы? Мында бар сезнең тирәлектә. Монда Сент-Эндрюста бер генә кешене очраштым, потому что я думаю, что большинство татарлар улар в Лондоне. А минем до Лондона 700 с лишним километров. Илне бөтенләй башка өлеше анда. Тагын бер сорау YouTube'та. Татар булуның 5 төп өстенлекләре нинди? Һәм татар икәнегезне яшергәнегез бармы? 5 главных качеств. Нет, не качеств, а как будет остальных преимуществ. Преимущества, получается, быть татарином. Например, я не буду говорить про 5, я скажу про одно. Самое очевидное, что мы все билингвальные. То есть мы знаем 2 языка с самого начала. А это огромный буст, огромное преимущество, чтобы дальше изучать и другие языки. И я не только там про турецкий, что очевидно, но и, например, про многие другие неиндоевропейские. Потому что если есть люди, которые полиглоты, но они знают русский, английский, французский, итальянский, то есть чисто индоевропейские. И это минус. Потому что если ему придется изучать что-то неиндоевропейское, у него будут трудности. Он просто не знает, как по-другому может быть устроено. А вы с рождения знаете, что язык может быть устроен принципиально иначе. Есть и другие преимущества, но если я сейчас начну их рассказывать, меня же по 282 посадят. Рима по сұрауын біраз хамиләштірген. Почему татарином быть круто? Меня просто жауап айтқан сіздерден. Мне нравится быть татарином, и я скажу, что это в значительной степени определяет мое мировоззрение, бытовые привычки и прочее. И чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что это важный фактор, который надо учитывать, в том числе при построении собственной жизни. Татар икәнегезне яшәгәнегез булдымы бер тапкыр? Мин Казанда яшәдем җәй генә. Только летом жил в Казани у бабушки и дедушки. А так, чтобы на постоянке не было. Монда безнең Zoom'дагы чатта да сорау килеп ирешкән. Как выглядит татарский акцент в английском? Unfortunately, I mostly speak with a Russian accent. Я говорю на английском с русским акцентом. Татарский мой первый язык. Я до 3-4 лет по-русски не разговаривал, но просто, поскольку я прожил большую часть жизни в Москве, то на русском разговаривал гораздо больше. Шуңа күрә сезнең өчен табигый акцент ул рус акценты шуңа күрә кулланып чыга инде. Яхшы. Укучыларның бәлки сораулары бардыр. Гимназия укучыларының, чатта булган укучыларның. Менә безгә тагын сорау килеп иреште. Рассматривали ли вы Гарвард или Кембридж для поступления? В Гарвард я подавал в свое время, но это было еще давно. Меня не взяли.
что меня немножко удивило, потому что я тесты сдал вступительные на 880 места. Но, как мне потом объяснили, сами люди, которые в Гарвард-Ель, которые в Гарварде-Ель учились, что на тот момент, когда я подавал сразу после вуза, сразу после бакалавриата, шансов у тебя изначально не было. Потому что в гарвардский, ельский PhD могут взять человека сразу из бакалавриата в аспирантуру, если он тоже из Гарварда и Еля. Если ты со стороны, то тебе нужно сначала поездить по миру, там поработать, сям поработать, набрать всякого разного опыта для них интересного, и тогда у тебя появляются шансы. А сразу после вуза можешь даже не пытаться. Ага, яхшы, рахмат. Безнең эфир дәвам итә. Укучыларның нинди кысалары тагын бар? Менә калса, сораулар күп бирергә буладыр. Үземнән шундый сорау, сез хәзер сен Эдрюстансың, шулай да нәрсә эшләячәксез? Университетта эшләячәксезме, яки сез менә әйтеп киттегез баялышча, башка юнәлешкә керә телисезме? Юг, тут я точно не останусь и не смогу остаться. Я скажу по секрету, что сейчас вот в связи с этим в университете идет сокращение уже имеющихся преподавателей и исследователей. То есть новых вакансий тут абсолютно точно не появится. Я сейчас смотрю вакансии, в основном это Лондон, это Польша, и сейчас еще есть один вариант в Америке, но мне оттуда еще не ответили, и жду, что они скажут. Һәм бу университетларда demek mi? Университет все-таки. Нет, не университет. Нет, не университет. Ага. Я пока забил на университетскую жизнь и хочу вернуться в реальный мир. Яхшы. Хогвартстан чыгасыз демәк. Тагын бер сорау, когда вы стали свободно разговаривать на английском? Ну, в принципе, я учил его с раннего детства, но думаю, что прямо чтоб свободно, годам к 17-18. То есть в 18 я поехал в Штаты, это была стажировка в музее Холокоста в Вашингтоне, и поскольку там я нормально функционировал, то к этому моменту уже говорил свободно, да. Ага. Что вас привлекло к Польше? Там подруга работает в одной компании, и она туда сильно зовет. Вот я и задумался. Яхшы, рахмат. YouTube'da сорау килгән тагын. Казанга кайтып яши алыр идеме? Галимнәр монда үсеш аламы? Нинди җитешсезлекләр бар? Вот могут ли озваться ученые в Казани? Какие есть недостатки, проблемы? Ну, я думаю, что об этом лучше все-таки спросить ученых в Казани. Я знаю, что в Казани неоднозначный ректор университета сейчас. И этот неоднозначный ректор, он очень многих крутых, замечательных исследователей, ну вот, например, там Бустанова, он выдавливает. И поэтому я не знаю, насколько реально сейчас ученому работать в Казанском университете, но то, что некоторых звезд из университета выдавили, это факт. Уңай сорау табылган. Рахмат. Сорау бар иде безнең Zoom-дагы чатта. Без аларны шулай укыйбыз. Укучылар, сызларны үзегездә әйтә аласыз микрофонга кушып. Какие страны следует посетить как турист? Ну, смотрите, из стран, о которых вы, наверное, особо не задумываетесь, мне кажется, особенно стоит посетить Албанию. Албания вообще моя любимая страна в Европе. Там копеечные цены, прекрасные люди, средневековые города. Причем им очень повезло с диктатором. У них был абсолютно безумный, абсолютно придурочный диктатор, который все деньги тратил на строительство бункеров. Готовился к войне, которая никогда не наступила. То есть по стране стоят десятки тысяч бункеров. Но поскольку он все деньги тратил на бункера, то денег, чтобы заниматься городским строительством, у него не было.
И поэтому их средневековые города, они остались вот в неприкосновенном виде. Поэтому в Европе езжайте в Албанию. Какие советы можете дать для эффективного изучения английского? Еще из стран, которые стоит посетить, а в Азии в Камбоджу. В Камбодже офигенный народ. Я там как-то взял скутер в одном городе и поехал в соседний городок на пляж. Я, естественно, не проверил фары. Короче, возвращаюсь в темноте, фары не работают. В этой темноте я пропорол колесо обо что-то и еду вот так. Поравнялись со мной камбоджийцы на скутере, увидели мою проблему и поехали с моей скоростью, чтобы освещать мне путь. Я прям офигел. То есть это же какой прекрасный народ. Вот. Какие советы можете дать для эффективного изучения английского? Очень простые. Читаете новости на английском. Некоторые компании, они paywall ставят, то есть платные только тексты, а некоторые, вот, например, там Guardian на английском, они бесплатные. То есть просто заходите на сайт The Guardian и читаете там все. Старайтесь по возможности читать книги. Совершенно понятно, что поначалу у вас ни хрена не будет получаться. То есть я, когда начинал читать книги на английском, я не понимал практически ничего. Это нормально. Со временем постепенно у вас будет набираться словарный запас и все. Это для письменного английского, как читать. Как говорить, смотрите сериалы. Сериалы хороши тем, что в кино там, знаете, там экшен, стрелялки-догонялки, а в сериалах они вот сидят и трындят часами. Это ровно то, что вам нужно. Какие уж не буду, Мне, например, нравится из нынешних, про «Игру престолов» и «Во все тяжкие» вы слышали, конечно. Помимо них мне нравится, например, «Рик и Морти». Мультсериал отличный. Где лучше учиться, в России или за рубежом? Мне кажется, что мы это уже обсудили в самом начале. Мне кажется, это зависит от того, чем вы хотите заниматься. Если вы математик или айтишник, мне кажется, вы вполне можете найти качественное образование здесь. Если вы гуманитарий, то я не был в этом так уверен. Если вы гуманитарий, то лучше как минимум после бакалавриата свалить. Обязательно ли получать высшее образование для хорошей жизни? А где вы видели хорошую жизнь-то? На самом деле, если без шуток, мне кажется, что обычно стоит. В 99% случаев стоит. Отдельный вопрос, что очень многие люди, они с образованием ошибаются. Это совершенно нормальная ситуация. И, например, если вы девушка, и вам армия не грозит, то вам вполне имеет смысл после школы там годик поработать, присмотреться, вообще подумать, что вы хотите, и после этого поступать. Так вы с гораздо большей вероятностью сделаете правильный выбор, о котором потом не будете жалеть. Какое мнение у англичан насчет русских? Если честно, вот такое же отношение, как у русских к таджикам, только хуже. Оно понятно, оно не может быть другим. Потому что, сами посмотрите, Англия полна богатых русских, которые украли 100-500 миллионов в России и приехали в Англию эти деньги тратить. И они готовы на все, чтобы заслужить уважение англичан. В лепешку расшибиться. Вопрос, они получат это уважение? Чуть не уверен. И чем больше они стараются, тем больше их презирают. Опасно ли в других странах? Я объездил сколько? Стран 40, наверное. И, как видите, до сих пор жив. Есть страны, в которых реально опасно. То есть это некоторые страны Латинской Америки, это иногда может быть Африка.
но в большинстве стран их опасность, она намного преувеличена. То есть меня, конечно, пытались обмануть, такое бывало, но с физической агрессией я ни разу не столкнулся. Хотя нет, последний раз, когда я столкнулся с физической агрессией, мне тогда было 14 лет. Москвада? Москвадамы? Не, это в китайской глубинке. Рахмат. Мында тагын сорау килгән ютубта безнең. Камил, коронавирус белән хәлләр ничек анда? Халык фәкыйрьләрдән куркамы? Боится ли народ бедности в Шотландии М, из-за Я бы коронавируса? сказал так. Публично об этом особо никто не скажет, но очень многие гораздо больше боятся не коронавируса, а вот бедности, которая за ним наступит. Другое дело, что разница, надо понимать, что бедность по английским, по шотландским меркам и бедность по российским, она разная. То есть это как вот сейчас читал новости, там статья слезливая. Короче, отец в семье только работал, содержал всю семью. Сейчас потерял работу, семья села на пособие и вынуждена есть картошку, макароны, равиоли, рыбные палочки. И вот как это ужасно. То есть по английским меркам это прям очень плохо. По российским, ну так очень многие живут и без всякого кризиса. То есть английская бедность – это не российская бедность. Аналог Сабантуя в Шотландии, ну так, что прям Сабантуя нет, но тут главный праздник – это день их национального поэта Роберта Бёрнса. Вот на день рождения Бёрнса это главное празднество в Шотландии. Ну и еще марши за независимость. Я тут как раз состою в местном обществе за независимость Шотландии. Мы собирались организовывать марш, но вот из-за всех событий пришлось перенести на июль. Провокационный вопрос от Эльвиры. Это виски? Нет, это чай. Камиль, мында тагын сорау бар. Вопрос про чиновников в Великобритании, в Шотландии. Как они живут в городах, какие у них машины и так далее. То есть отличаются ли чиновники в Шотландии от чиновников в России? Несколько. Это как бы сложный вопрос, поэтому несколько скажу ответов. Во-первых, интересный момент насчет чиновничества британского – это то, что в нем очень много шотландцев. Доля шотландцев среди чиновников, она в разы превышает долю шотландцев в населении. И это не сегодня так появилось, это всегда так было. То есть вот в Индии любят ругать англичан за колониализм, за зверство Остинской компании, которой Индией владела, но при этом половина всех офицеров, половина всех чиновников компании были шотландцы. И это при том, что англичан в 10 раз больше, чем шотландцев. То есть это некоторая вот особенность национального характера, которая предрасполагает идти на госслужбу. При этом чиновники здесь – это не богатые люди. Они нормально живут, но такого, чтобы чиновник там ездил на шикарной машине, там на Бентли, такого не бывает. То есть чиновники – это устойчивый, нормальный, средний класс. Как чиновник становится богатым? Очень просто. Ты дорастаешь там, допустим, до руководителя, там, до секретаря министерства, живешь на нормальную зарплату, но не богатую, потом уходишь в отставку, устраиваешься в частную компанию, и вот там получаешь миллионы. То есть то же самое в США. Если ты чиновник и ты получаешь взятку от частной компании, тебя посадят. Но если ты оказываешь услуги частной компании и после этого в нее устраиваешься на миллионную зарплату, это можно. То есть, отвечая на твой вопрос, чиновник не будет богатым, пока он чиновник. Покажите вид из окна.
Ну, это дешевый на самом деле район, потому что я на студенческом бюджете. Но город при этом сам очень дорогой. Город, в котором я живу, он второй по уровню цен в Великобритании после Лондона. Вопрос в чате появился. Носят ли шотландцы юбки и играют ли они на том огромном музыкальном инструменте? Ну, смотрите, вот когда мы думаем о Шотландии, мы сразу себе представляем горца. Вот как там Дункан Маклауд в килте с волынкой. Но сколько этих горцев? И считанные проценты. Почти все население живет в долине. Просто в 20 веке произошла интересная штука, что жители долины, которые никогда килты не носили, никогда на волынках не играли, они себя с горцами отождествили. И это на самом деле интересный поворот, потому что, знаете, в 1977 году был первый референдум за автономию Шотландии. И один журналист, он спросил старого шотландского горца: вы будете за автономию голосовать или против? Тот говорит: ну против, конечно. Журналист: а почему? В Лондоне им на нас плевать совершенно. Но в Эдинбурге нас вообще ненавидят. То есть совсем недавно между низинными шотландцами и горными были очень плохие отношения. И они стали нормальными вот буквально вчера. Может ли обычный школьник после школы побывать в разных странах? Да, и мне кажется, я уже, во-первых, рассказывал, как это можно сделать по академической стезе. А кроме того, есть и... Ну, вот, например, в Америке есть хорошая программа Work and Travel. Летишь туда, там моешь посуду в ресторанах, там драешь полы в гостиницах и путешествуешь по стране, смотришь на нее. Многие возвращаются с нормальными деньгами оттуда. А вообще, я не уверен, что мои советы тут могут быть полезными, потому что я-то привык путешествовать на минимальном или нулевом бюджете. То есть автостоп, вписки, все такое. Если вы к такому готовы, то вполне может. Расскажите про шотландский менталитет. Он очень интересный. Вот я тут живу сколько? Я тут живу с сентября. У меня есть шотландские друзья, один валлийский даже есть, очень много иностранцев. Ни одного англичанина. Почему? Смотрите, что там англичане думают про Россию, а меня они воспринимают, конечно, как россиянина. То есть для англичан мы немножко не вполне люди. А с шотландцами нормально совершенно. То есть шотландцы, они совершенно нормально относятся к иностранцам, но плохо относятся к англичанам. Они не хотят себя с Англией ассоциировать, они хотят себя ассоциировать с Скандинавией. Они говорят, что мы Nordic country, то есть мы не Англия, а что-то типа Швеции, Норвегии, что у нас скандинавский социализм. И тут в Шотландии совсем другая социоэкономическая модель. Например, пинта пива в местном баре будет стоить фунтов 4-5. По английскую сторону границы 2-3. Ну, такая разница. Потому что здесь более высокие налоги. А эти более высокие налоги, они идут, например, на университеты. То есть в Англии университеты платные для всех, включая англичан, а здесь для шотландцев бесплатные. Но для проклятых англичан платные, разумеется. То есть, знаете, Шотландия – это вот такой Татарстан, но на стероидах, накачанный, с правами. Рахмат. То есть определяющая черта шотландского менталитета – это чувство абсолютного морального превосходства над англичанами. Виктонов, что-то знакомое. Хорошо. Tamam, var mı sorular okuyucularına? Самар, ты слышно сразу. Ну, это, скорее всего, уже подытоживая. Какие советы вот выпускнику вы бы дали, если бы вернулись, ну, если вернуться назад, какие вы советы, что, ну, дали бы современным выпускникам? Современным выпускникам. При прочих равных
старайтесь, пока вы молоды, перебираться ближе к центру мира, я бы так сказал. Вот. Потому что это не значит, что там надо остаться жить обязательно. То есть я, например, рассматриваю возможность остаться поработать в Англии, но я не собираюсь оставаться там жить. Это скорее, чтобы получить опыт, чтобы получить компетенции. Но пока вы молоды, пока вы не связаны с семьей и детьми, постарайтесь посмотреть мир. Постарайтесь пожить там, сям, в разных странах. И почему? Потому что ближе к тридцатнику ваше стремление к кочевому образу жизни, оно будет постепенно пропадать. И пожить там-сям в 20 лет – это весело. В 35 вы, наверное, быстро от этого устанете. То есть всему свое время. И смотреть мир надо в молодости. Хорошее ли питание в странах? Но это смотря в каких. В Англии, конечно, лучше, чем в России. Во много раз. То есть здесь гораздо более качественные продукты. Качественные продукты дешевле, чем в России. То есть я, например, вот здесь на каждый обед ем стейк. Потому что здесь они хорошие и дешевые. То есть здесь хороший стейк от рублей 300. В Москве было бы там, начиная... Когда я уезжал из России, было около 800. А сейчас, я боюсь, уже будет гораздо больше. Яхшы, бик зур рәхмәт сорау җаваплар өчен. Без әкренләп бүгенге эфирне ахырына якынлашабыз. Әмма ахырына җитәрәк минем үземнең бер сорау калды. Мы хотели, наверное, в самом начале задать этот вопрос еще. Все-таки, что вы изучаете в университете и вообще какова область ваших исследований? Самое главное забыли. Ну, смотрите, в бакалавриате в России я занимался теорией созидательного разрушения. То есть как шумпетерианская теория инноваций, она выросла из теории Маркса и Зомбарта. В Китае я занимался имперской идеологией династии Цин. Если так грубо, как китайские императоры врали своему народу. Система лжи и госпропаганды. Здесь я занимаюсь самоуправлением и городской идентичностью Абердина в XVII веке. То есть это такой... Абердин – это британский Ханты-Мансийск. Это место, где добывают большую часть нефти, поэтому он лидирует в рейтингах самый счастливый город Великобритании и самый благоприятный для бизнеса. А что еще важно для меня, это то, что от него сохранились лучшие в Шотландии архивы. Вот ими занимаюсь. Можете ли заставить шотландцев подписаться на канал «Гимназия»? Не, заставлять я никого не буду. Да, в основном, да. А то, знаете, один раз заставишь, второй раз заставишь, а потом найдут тебя в канаве с проломленным черепом. Яхшы, татар тарихы белән сез шөгыльләнгән бармы? Тема, которая меня особенно интересует, это политические институты Золотой Орды и ордынская политическая традиция. Почему? Потому что у нас, когда они говорят, то часто даже не утверждают, а подразумевают, что там Золотая Орда – это восточный деспотизм, это абсолютистский режим, в котором самовластный хан всеми управляет, а вообще из документов доступных складывается совсем другая картина, что у ханов у них не больше, а меньше прав и меньше возможностей, чем у современных им европейских правителей. То есть, что Золотая Орда – это режим ограниченной власти и режим конституционный. И мне кажется, это очень интересная тема, которой у нас занимаются недостаточно. Бәлки, может, вы сможете предложить какие-то темы, которые могут как-то разрабатывать, исследовать наши школьники, как раз по истории Татарстана и татарского народа? Может быть, есть какие-то предложения? Есть. Например, ухудшение положения татар после воцарения Романовых, как пример.
и ухудшение положения всех коренных поволжских народов. То есть именно в этот момент, например, при Романовых вводится запрет на металлообработку, на кузнечное дело, начинаются репрессии против служилых татар, и мне кажется, это интересная тема. Хорошо. Біздің Марк Исуевич как раз шүғылдана Тарс тарихы белән олимпиадниклар әзерли. Біздің Тарсында хәзер Тарсын тарихы буенча олимпиадалар була. Һәм Марк Исуевичның укучылары ел сайын анда барлык урыннарны алып кайталар җиңеп. Яхшы. Тагын сораулар бар микән безнең укучыларның, катнашучыларның? Әле булмаса мин тагын бер сорауны биреп куям. Шотландияда беләбез, анда омтылар бәйсезлеккә, австрийской независимости, как там ситуация с монархией, и если Шотландия получит независимость, то что там будет, республика или все-таки монархия? Хороший вопрос, и я скажу, что на сегодняшний день перспективы шотландской независимости, они пока немножко непонятные. То есть, как это откладывается куда-то в очень-очень далекое и неопределенное будущее. Но хотя многие шотландские республиканцы, националисты хотели бы республику, я не уверен, что они реально на это пойдут. Потому что при всех проблемах между шотландцами и англичанами такого уровня, например, взаимной ненависти, как с ирландцами, нет и никогда не было. Винзорлар калачаклар все равно. Вот. Как-то так. Да, хорошо. Вопрос у Эльвиры, кажется, есть. Будете в Татарстане, привезите, пожалуйста, образец газона с Грин-парка. Просят вас. Я думаю, что посадить меня за такое не посадят, но штраф влепят. Так что, к сожалению, вряд ли привезу. Бик зур рахмәт. Тагын безнең сораулар килми бугай. Группа аллегатынлык. Сорау бирәләр, сорау бирделәр. Марк Исуевич. Нет, это у меня сейчас. Да. Ну, я думаю, на этом можно и постепенно завершать сегодняшний эфир. Бик зур рахмат. Без инсаны планлаштырган идек бик күп сөйләшергә алтында турында. Миңа калса безнең бу сөйләшкәнебез дә бик файдалы булды, хәтта кызгара һәм үтенләр табылган укучыларга һәм үзегезгә дә. Татарча сөйләшеп алу, татарча сүзләрне аралашуны ишетү ничек, күңеллеме, рәхәтме? Безгә шуңа күрә безгә кирәктер ешрак аралашырга, сез кайсы илләрдә булсагыз да, һәрвакыт сезгә менә шулай татар моңын татар сөйләмен биреп барырга күңелегезгә. Бик зур рахмат сезгә бүгенге аралашу өчен. Миңа калса укучылар бик кызыклангандыр. Бик файдалы киңәшләр өчен рахмат. Без ага таба Марк Исуевич тәкъдим иткән вариантта да сезнең аралаша тырышабыз. Сәламнәр итәрә кушкан Эльвира Королевага. Королева... Передам обязательно. Когда она в следующий раз позовет меня на чай. Королева сөтле чәй эчәме анда, яки татарча чәй эчәме? Яки сөтле? Сөтле? Сез чәйне сөт белән эчәсез ничек? Юк, мин сөтсез. Актанча түгел, актанча чәй эчәргә. Королева более татарка, чем я, получается. Да. Яхшы, бик зур рахмат. Хөрмәтле укучыларның бәлки бардыр әйтәсе фикерләр, юкмы? Рахмат әйтәсезгә бик күп итеп. Юрий, тогда Соболарыз, рахмәт сезгә. Соглашасызмы? Соболашабыз сезнең белән шунда, бик зур рахмат сезгә. Кунакка килегез. Кунакка килегез, көтәбез сезне. Көтәбез Татарстандан алсагыз. Бик зур рахмат. Бик зур рахмат.
Hörmətli oxucular, biz əkrənləb işimizni davam etəbiz. Həm bizning bir neçə minut, həm bizə уже qoşula Ramiz Murzakayev, bizə xar kitabız bizning konferensiyaga. Həm bizning Ramiz də kelib qoşuldu. Selam. Aha, selam. Biz işləbiz seni. Selam Ramiz. Менә алдагы безнең спикер Камил Авенгaliyev сөйләп иткән иде, Европада Центральный Европейский университет бар дип. Һәм Рамис нәкъ шул университетта белем ала. Шуңа күрә без алдагы әңгәмәнең, алдагы безнең спичның аралашуның дәвам итеп калдыра була. Һәм сүз Рамиска, Рамис үзем белән таныштырып кит безнең карашын. На самом деле не совсем Центральный Европейский университет, он тоже находится в Вене, но я учусь в Венском университете. Да. У меня, тем не менее, есть подруга, которая учится в Центральном Европейском университете. Так. В общем, салям, всем привет. Меня зовут Рамис Мурзакаев. Я родился и вырос в Челнах, потом учился во втором лицее-интернате в Казани. Когда я учился в лицее, я занимался олимпиадами по истории, по обществознанию. В общем-то, общественной наукой больше всего интересовался. Вот. Таким образом, через олимпиады поступил в Москву, в Высшую школу экономики. Выбрал такой немножко необычный, тривиальный факультет востоковедения, что меня в нем привлекло. Вы вообще, если есть какие-то вопросы, вы в чат пишите. Я думаю, сначала немножко про себя расскажу, просто как такое везение, а потом уже в какой-то режим дискуссии, чтобы перейти, чтобы, я не знаю, чтобы наиболее продуктивно это было. То, что вас интересует, возможно, поступление за рубеж, возможно, какие-то академические вопросы, жизнь, учеба в Москве, в общем, олимпиады, может быть, даже. Может, я что-то помню про этот период моей жизни, тоже расскажу. Вот. В общем, да, что меня привлекло в востоковедении, так это то, что это факультет, это очень широкая программа, очень широкая специальность, которая изучает политическое, экономическое и социальное устройство стран Востока. Очень глубокое погружение идет в культуру, в язык, и поэтому можно потом после этой специальности выбрать очень много разных вариантов. То есть, зная языки, можно поехать за рубеж, и вообще весь мир открывается перед тобой. Так как ты получаешь какие-то общие знания, Балалар, сіз мені естесізбі? Да, мы вас Рамис. О, қатып қалды ғой. Скорее Привет. Уфала. Go, go, go. Алло. Алло, естественно, меня? поехали. Ага. У меня с интернетом проблемы немножко. В общем, на чем я остановился? Я, наверное, рассказывал про востоковедение, да? В общем, широкая специальность, откуда потом можно специализироваться в любом направлении, в котором вы хотите, плюс языки, изучение других культур, и вот это меня больше всего заинтересовало. Проучился, прожил я в Москве около 4 лет, работал там, подрабатывал немножко, чтобы себя обеспечивать там да сям. Летом у меня все время какие-то интересные приключения были. Один раз я ездил на Work and Travel в Соединенные Штаты, могу об этом рассказать что-то подробнее, если вам интересно будет. Это было, по-моему, после 3-го курса. После 2-го, после 4-го курса летом я работал на ралли «Шелковый путь». Может, вы что-то слышали про Дакар ралли, ралли Дакар.
Вот «Шелковый путь» — это типа того, как бы такие гонки в разных климатических поясах, кросс-континентальные даже, можно сказать, которые устраиваются Россией и Китаем. И так как я изучал, собственно, на востоковедении, на бакалавриате китайский язык, вот, я как бы там пригодился, меня просили сначала такой на роль помощника организатора трансферов поработать там. То есть я на протяжении месяца через всю гонку сопровождал. Когда после второго курса в 2017 году, это было из Москвы, она шла до Сиани, до Китая. Каждый день, то есть мы в новый город переезжали. И, собственно, я был ответственен за то, чтобы всех вот организаторов, всех участников перевозить на автобусе, на самолетах, еще куда-то там, дальше в следующий город. Вот, очень такая интенсивная работа, тоже много знакомств с людьми, с большими персоналами со всего мира знакомился. Конечно, язык попрактиковал, что английский, что китайский. Через Казахстан мы тогда проехали. Вот Китай, Казахстан увидел. С китайцами впервые в жизни поработал. Это тоже, конечно, очень особенный опыт жизни был, как они очень своеобразные, очень своеобразная у них культура, своеобразные отношения, бюрократизма, канцеляризма у них тоже немало. Вот, так что мы там тоже попадались. Вот такой опыт был. Соответственно, я потом второй раз работал тоже, только у меня уже второй раз в 2019 году, я летом тоже работал. Там уж побольше ответственности было, побольше работы чуть-чуть. Ну, как бы вот какой-то такой тоже рост был, развитие. Там мы уже в Иркутске начинали, около озера Байкал, и через Монголию в Китай ехали. То есть по мере продвижения ралли тоже мы каждый день переезжали в следующий город. Вот. Собственно, сейчас я учусь в Вене, начиная с октября 2019 года, примерно полгода уже. Я выбрал программу Economy and Society in East Asia. Это магистерская программа, она длится 2 года. Она идет на английском языке. Что еще могу сказать? Продолжаю изучение того же региона, Восточной Азии. При этом в целом подход, мне кажется, более академичный здесь. Ой, академичность, да, более прикладной. То есть навыки, которые мы здесь получаем, изучая азиатский регион, то, что я здесь изучаю, насколько я понимаю, я смогу это применять, когда я буду изучать или там работать в какой-то экспертной области, да, или, может быть, в какой-то академической области, в том числе и к другим регионам, другим странам. Вот, если интересно будет, я потом подробнее, может быть, расскажу про одну из своих курсовых работ, типа мини-исследования такого. Просто чтобы показать, рассказать, как устроены, какова структура, в принципе, исследовательской работы, вот, чем я интересовался, чем я интересуюсь и так далее. Вот. Параллельно с учебой я тут немножко так необычно разговариваете, никакого фидбэка не получать, поэтому давайте, наверное, уже скоро к дискуссии перейдем. Еще что я могу пару слов сказать, что параллельно с учебой я тут работаю на самой простой работе, в Starbucks, просто рядом с домом, кофе варю, вот, просто для поддержания своего существования здесь. И помимо этого я еще волонтерю в такой замечательной организации, которая называется Social Impact Award, она занимается социальным предпринимательством. Это что-то типа предприятий, фирм, компаний, которые теоретически коммерческие, но при этом это такой бизнес, у которого большая такая ответственность перед обществом, который несет еще какую-то социальную функцию, социальную миссию и, скажем так, отдает обратно обществу. Это могут быть очень разные бизнесы. Тоже интересный подход. Вот если вы, например, не знаете, чем заняться в будущем, мне кажется, эта отрасль не только в России, вообще в мире она достаточно еще не очень сильно развита, и за ней будущее. Вот. И это такой интересный способ, чтобы сочетать предпринимательский подход и при этом делать что-то хорошее для мира, для общества. Грубо говоря, это может быть либо какое-то просто веганское кафе в городе, где нет веганской пищи, и вы как бы предоставляете опцию питания такого необычного для тех людей, кто веган, да, и при этом вы параллельно зарабатываете. Либо это могут совсем другие проекты. Вот, например, в Вене здесь проект был Проза, Project Schule für alle, это называется. Тоже наша организация занималась. То есть они придумали школу для всех людей, в основном для мигрантов, конечно, это было настроено. В 2015-2014 году они начали эту тему развивать, когда большой очень наплыв мигрантов был в Европу, так как прежде чем мигранты получат
какую-то официальную регистрацию в этой стране, выучат язык и смогут начать полноценно учиться в местных школах, проходит обычно очень много лет, и эти годы жизни как бы у этих детей выпадают. И чтобы этого не произошло, и чтобы помочь в то же время людям адаптироваться к местным условиям, к местной жизни, вот какая-то кучка ребят придумала такой проект и реализовала его, дав фактически бесплатное, полноценное, среднее образование для всех детей, для всех людей даже, у которых не было его доступа по каким-то бюрократическим, формальным причинам. Это тоже пример социального бизнеса. Об этом тоже могу рассказать, если вам интересно. Вот, наверное, сейчас я бы вступил как-то в микрофон для вопросов каких-то, для обсуждения чего-то. Башлап жиберебездер. Марат Сюсуровичтің сұрауларынан, сұраулар болса. Салам, Рамис. По-татарски или по-русски? Я по-татарски очень хорошо понимаю, но не то, что прям смогу как-то хорошо ответить. Ладно, тогда буду на двух. Получается, я бы хотел спросить, вот ты говорил по поводу того, что олимпиадами занимался и все остальное. Вот обычно выпускники, когда школу заканчивают, они прям, вот, ну, например, даже то направление история, ну, которой я занимаюсь, то они вообще прям никак не знают, куда бы они хотели пойти и чем бы хотели бы заниматься. Вот. Как у тебя было, и как ты пришел к тому, к чему пришел? Хорошо, интересный вопрос. Я занимался в школе истории. Почему я занимался историей? Почему я, в принципе, могу порекомендовать им заниматься историей? Потому что это такая, вот как, не знаю, математика, там, это мать как-то технических наук. Вот история, наверное, будет мать гуманитарных, социальных наук, потому что это очень такой широкий, фундаментальный, базовый предмет, который дает очень много не сколько знаний, даже вот сколько навыков, а сколько понимания того, как общество функционирует, какие долгосрочные процессы в обществе могут быть. И поэтому, да, я как бы не помню уже тех исторических фактов, которые я помнил, когда я их зубрил к Олимпиаде. Но, тем не менее, эти навыки, там, написание эссе, постановка, там, research question, да, какого-то, как-то проблема называлась в эссе, какие-то исследовательские проекты, анализ текстов, все эти навыки, они мне очень пригодились, и вот даже сейчас, когда я, то есть даже я вот в бакалавриате я это чувствовал, что вот этот вот опыт олимпиадной работы, он мне очень помогал, несмотря на то, что я уже не занимался, собственно, историей России, да и вообще там истории не густо было. То есть, как я сказал, сказать, нет, все прям там история, может быть, 1/5 только. Там экономика и какая-то социология, и чего только там на самом деле нету. Вот, языки, конечно же, большая доля. И поэтому это вполне нормально, то, что вы меняете специализацию на протяжении жизни. То есть сейчас в постиндустриальном обществе уже абсолютно нормально работу менять, абсолютно нормально переучиваться каждые 10-15 лет, потому что профессии появляются, профессии исчезают, навыки появляются, навыки исчезают. Вот те же там СММщики или программисты. Какой большой взлет в бум был только 5-10 лет назад. А сейчас уже спрос на эти, казалось бы, как бы актуальные профессии падает. То есть это абсолютно нормально, то, что вы постоянно переучиваетесь. Поэтому, может быть, и акцент тоже нужно делать на получении навыков, которые у вас в любом случае останутся в долгосрочном периоде, а не каких-то конкретных знаний, каких-то конкретных фактов. Вот, навыков обработки информации. Что я могу сказать? Почему я выбрал скорее не рассказал? Как у меня было. Немножко жалко, конечно, то, что я как-то историю подзабываю. Ну, опять-таки, как я говорю, сами знания, самые факты, они гуглятся, это не самая главная ценность. Главное, чтобы навыки оставались. Спасибо. Надеюсь, ответил на вопрос? Да, очень полезно было. Марат Исурович ол біздің тарих оқытушысы, истории, и для него это очень актуально. Давать направление своим ученикам. Сен айттың, шулай ук Венада эшлисең деп волонтерская оешмада. Ул оешмада күбрәк сөйлей аласың икән? Безгә бик кызык. Окей. Собственно, организация сама не занимается каким-то конкретным бизнесом. Это, в общем-то, организация, которая помогает другим людям узнать больше об социальном предпринимательстве и как бы начать в нем функционировать, начать в нем работать. Собственно, что мы делаем? Мы в начале года, где-то в марте, весной, зимой, начинаем организовывать какую-то промо-компанию, привлекать людей на наши воркшопы, семинары, где мы, по сути, просто рассказываем
людям, которые хотят, вот, ну, вот есть такие люди, вот даже на самом деле я, наверное, могу про себя сказать, что это такой человек, который я вот, ну, хочу я что-то поменять, хочу что-то сделать хорошее для общества, для мира, но не знаю как. И это как бы, грубо говоря, таргетная группа, молодые люди, которые хотят что-то изменить, но не знают как. Это таргетная группа нашей организации. Мы их привлекаем в наши семинары. В течение весны мы проводим серию семинаров в разных городах Австрии. Зародилась эта организация изначально в Австрии, но сейчас она уже есть в разных странах Восточной Европы, немножко в Казахстане, в России тоже есть. То есть они проводят вот такие вот семинары, где они больше рассказывают о социальной предпринимательстве, как оно функционирует, как оно работает. Но самое главное даже не сколько знаний, сколько тот факт, что те люди, которые хотят что-то сделать, хотят что-то изменить, они вместе объединяются, они приходят вместе на эти семинары, там друг с другом знакомятся, и они постепенно начинают придумывать какие-то проекты, объединяются в группы там, тех людей, которые хотят что-то изменить, например, в образовании или в сфере, может быть, какого-то здравоохранения, работы с мигрантами, работы там, с какими-то языками. Очень много разных проектов, очень разных сфер бывает. То есть фактически любой бизнес можно взять и повернуть, добавить для него какую-то социально полезную функцию. Или наоборот, как бы можно любой НКО взять и к нему какую-то коммерческую структуру, часть добавить, и вот будет у вас какое-то социальное предпринимательство. Вот. Люди объединяются, и они начинают работать над своими проектами, они действительно придумывают какой-то проект, сначала на бумаге, потом как бы организация на протяжении пары месяцев придумывают, как-то наша организация на протяжении пары месяцев дает советы, какие-то как-то фидбэк, отзывы на те проекты, которые вот эти вот ребята начинают придумывать. Вот. Потом в конце весны, в начале лета мы отбираем 10 самых крутых проектов, которые, как наша организация считает, самые жизнеспособные, наиболее хорошо проработан бизнес-план, у которых может быть вероятность того, что они реализуются, самая высокая, и дается им какой-то там небольшой бонус вначале, что типа 300 евро денег, чтобы в течение лета такой как бы процесс инкубации начинается. И в этом процессе, во время этого периода, при помощи каких-то вот этих вот 300 евро и уже более плотной работы с нашей организацией, с нашими экспертами, судьями и так далее, они продолжают работать над этими проектами и какой-то прототип создают. То есть просто как бы единично, чтобы один раз она проработала, где-то в одном месте какое-то мероприятие организовать, какую-то социальную функцию уже из теории в практику перевести. И по итогам года, по-моему, три самых крутых проекта отбираются, и им уже дается большой грант, около 3000 евро, что прям достаточно неплохие деньги для какого-то стартапа. Вот. И потом они уже как бы становятся официально нашими алумни, как-то выпускниками нашей организации. Они дальше уже сами живут, как свое отдельное предприятие, мероприятие, отдельный социальный бизнес. Вот. Ну, конечно же, на связи остаются. В следующем году мы как бы набираем новых людей и заново эти проекты делаем. И действительно, каждый проект – это что-то очень интересное, что-то очень новое. Я могу подробнее, конечно, про проекты рассказать, но если время нам позволяет. Но я думаю, что это, наверное, не самый главный приоритет на данный момент. Вот. Я там волонтерю просто. Хочу побольше узнать об этой сфере и чем-то себя занять, скажем так. Рахмат. Анда чатта келді бұғай бір сұрау. Давно ли я был на родине? И еще там другой вопрос был. Бывал ли я в каких-то странах? Что могу сказать? На родине я не был давно достаточно. Я в апреле должен был приехать в Россию, в Эскельбе, Тарстанга, но все сорвалось, все не получилось. И сейчас я уже совсем не знаю, когда все получится, потому что даже, в общем, ограничения у меня есть. Даже если путешествия между странами официально разрешат, у меня просто нет роскоши 2 недели в карантине как бы после приезда, 2 недели до отъезда быть, потому что мне нужно учиться, работать. Когда я не работаю, я как бы не зарабатываю. У меня есть ограничения в этом плане, поэтому не знаю, когда приеду. Путешествие я начал достаточно поздно. Как бы особо... Во время учебы в Европе, конечно, одна из главных моих целей – поездки в Европу, учеба здесь, помимо какой-то академической культуры, помимо непосредственно знаний, навыков, жизненного опыта, это было путешествие. Поездить по странам, посмотреть жизненный какой-то кругозор, развить жизненный опыт получить. Рядом с Веной я бывал, рядом с Австрией я бывал в Братиславе, это столица Словакии, в Праге, столица Чехии, а в Рим слетал на лоукостерах, представляете, 20 евро туда-обратно, дешевле, чем из Москвы в Казань на поезде. Вот. Это прям перед самым коронакризисом случилось, я буквально проскочил последние дни, вот это было последние дни февраля, в первых днях марта уже все началось.
Я даже боялся, что я застряну в Риме, потом меня обратно в Австрию не пустят, потому что я не гражданин. Вот. Но, оказывается, все пускают, все нормально. Вот. До этого, когда я на ралли работал, я бывал в Казахстане, Монголии, в Китае, получается, через Россию проехался. Как бы каждый день новый город. С одной стороны, ни один город мы как бы хорошо не посмотрели, особо времени там не было, мы работали. Но, с другой стороны, опыт, конечно, колоссальный. Ландшафты, пейзажи, пустыни, горы, чего я только не повидал. На самом деле, очень красиво, очень много крутого опыта. Поэтому, когда такие возможности подворачиваются, ни в коем случае не отказывайтесь. Даже если какая-то тяжелая работа за небольшую плату, это жизненный опыт просто несравним, бесценен. И контакты, как бы нетворкинг, да, контакты, которые вы находите, устанавливаете с другими людьми. Вот. Еще с семьей я бывал в Турции, в Дубае, но я думаю, это не особо важно. Планирую я получать гражданство в другой стране. Планов у меня особых нету, и, конечно, когда я уезжал, у меня был такой период в жизни, когда я рассматривал все, что происходит в нашей стране, дорогой любимой, как какое-то черное и белое. Мне казалось, что вот там все хорошо, вот у нас все плохо. И знаете, как ни странно, наверное, поездка в Соединенные Штаты, США, вот Work and Travel, она мне показала то, что все далеко не так безоблачно в других странах тоже. Вот, и поэтому сейчас я понимаю, и особенно, наверное, переехать в Вену сюда, я понял то, что я очень сильно люблю свою страну, и очень много таких вещей есть, которые мы не замечаем в нашей стране, которые мы не ценим, но тем не менее они действительно очень крутые. Если в каком-то таком технологическом плане говорить, например, вот банковские какие-то операции, простота, развитие финансового сектора, сектора услуг, банковского сектора, транспорта, то, что онлайн можно платить за что-то или картой можно платить, это прям вот очень круто у нас в России развито. Даже в Европе, в Штатах вообще не говорю, но вот в Европе, даже в Европе люди до сих пор с бумажками, с кэшем ходят везде. Это и действительно карты не принимают во многих местах. Это кажется каким-то прошлым веком. Но нет, это правда. И действительно люди считают то, что там они боятся картами пользоваться, потому что считают, что там какой-то мировой заговор, может быть, у них деньги могут украсть. Что только не бывает. Что еще хотел сказать? Поэтому каких-то планов получать гражданство у меня нету. Конечно, меня беспокоит то, что в нашей стране происходит. Но, с другой стороны, это мне даже вот какие-то не очень хорошие вещи, которые в стране происходят, да, там, экономический кризис, уже 6 лет реальный доход населения падают. Сейчас еще какое-то непонятное углубление, еще новое дно будем искать, видимо. Конечно, беспокоит. Но, с другой стороны, это только как-то мотивирует на то, чтобы, может быть, вернуться и попытаться как общество, как часть гражданского общества, пытаться самому, как человеку, что-то изменить. Вот, например, когда коронавирус ситуация начиналась, здесь, в Европе, очень быстро ввели ограничения, то есть как-то запретили выходить из дома без каких-то весомых причин, закрыли все бизнесы, при этом продолжают платить зарплату всем людям, то есть люди дохода не лишаются. Это тоже очень круто. А в России этого не происходило на протяжении первых нескольких недель, ну и до сих пор, на самом деле, как-то экономической поддержки особо не чувствуется. И вот у меня тогда такая мысль мне пришла. Тот факт, что как-то государство нас не очень хорошо иногда бывает поддерживает, не очень много делает, может быть, это не должно быть причиной того, чтобы сказать, плохое государство, уеду-ка я отсюда. А может быть, сказать то, что вот мы, как общество, нужно, наоборот, больше сплотиться, больше сделать и больше попытаться поменять в структуре общества. То есть вот я, например, знаю, есть какие-то организации, структуры, которые волонтерят, там еду пенсионерам разносят сейчас в период эпидемии, потому что пенсионеры не могут жить дома, быть они в группе риска. Вот, то есть такого рода инициативы, какое-то волонтерство, это, я думаю, очень тоже хороший жизненный опыт, это приветствуется. И еще могу сказать то, что любое волонтерство, оно вам дает две вещи, это знакомство, и вторая вещь, это то, что вы всегда можете написать это в резюме, и за рубежом это очень-очень ценится. То, что вот я волонтерил там, я работал здесь, это очень ценится. А про китайский язык могу сказать, что китайский язык, с одной стороны, несложный, в том плане, что там очень простая грамматика, там нет грамматики фактически. То есть там нет никаких окончаний, там вот как бы иероглиф – это корень слова. Точнее, что-то типа слога, но, в общем, фактически китайцы разговаривают корнями слов. У них нет никаких окончаний, никаких суффиксов, никаких приставок, и в этом плане грамматики сложно там нету. С другой стороны, фонетика и как бы письмо – это очень сложные вещи, в том плане, что, во-первых, нет алфавита. Китайский и японский, по-моему, это два единственных языка в мире, в которых нет алфавита. То что такое алфавит? Это какая-то транскрипция, да, того, как
как-то фонетики в графику того, как что-то пишется, в то, как оно читается. То есть в любом языке, в английском, в русском, там, хоть тайванийский, тайский, не знаю, немецкий, любой язык взять, если вы знаете алфавит, и если вы услышите какое-то слово, которое вы даже раньше не знали, вы сможете его примерно записать. Сложность китайского языка состоит в том, что каждое слово – это какой-то уникальный иероглиф, и звучание практически никак не связано ни с написанием, ни со смыслом. То есть вот этой вот связки, которые через алфавит образуются, ее нету. И поэтому вам нужно как бы каждое слово учить в отдельности. Отдельное написание, отдельное звучание, отдельный смысл. Они как бы друг с другом не взаимосвязаны, одно в другое не перетекает. Это первая сложность. Вторая сложность – это фонетика, это тоны, то, что как-то в основном диалекте китайского языка есть 5 тонов, 4 тона плюс нулевой тон. И, грубо говоря, например, ма, это второй тон, третий тон ма, четвертый тон ма. Это все звучит очень похоже, меняется только интонация, но при этом как бы пишется абсолютно по-разному и имеет абсолютно разные значения. Я к чему это говорю? То, что это язык, который требует очень много времени. И изучать язык самостоятельно возможно, теоретически, наверное, в принципе, но гораздо сложнее, чем изучать европейские языки, во-первых, самостоятельно. Во-вторых, огромное количество времени нужно будет инвестировать. Это несложно, это действительно, вы тупо часами берете и прописываете одни и те же иероглифы, повторяете, часами проговариваете за диктофоном, на диктофон, за диктором какие-то звуки, чтобы то натренировать. Это очень тупая работа, она не очень сложная, она не требует больших мозгов, это не какая-то сложная грамматика, но это очень трудоемко. Поэтому мне кажется, что самостоятельно изучать китайский язык будет сложно, и нужно к этому реалистично относиться, то есть просто учить звучание, не уча иероглифы, так не пойдет, потому что язык так не функционирует. Одно без другого не пойдет. И нужно все учить вместе. Это очень много времени требует. Поэтому, наверное, нужно как бы не тешить себя иллюзиями о том, что получится китайский английский или немецкий можно выучить параллельно с основной работой, с основной учебой. Китайский язык требует настолько много времени, что, к сожалению, приходится жертвовать как-то бакалаврским образованием. То есть фактически мое бакалаврское образование – это в основном изучение китайского языка плюс какие-то основы социальных наук. Да? То есть, наверное, нужно как-то инкорпорировать какие-то языковые курсы, в какие-то формальные структуры, чтобы в рамках университета, языковой школы это учить. Или, может быть, какую-то языковую группу можно придумать с друзьями. Но самостоятельно, мне кажется, это будет сложно. Я не говорю то, что не делайте, это реально все, но просто очень многие начинают и не заканчивают. И потом это как бы растраченное время. И еще нужно задаться вопросом, зачем вам изучение китайского языка, потому что если просто потому, что это перспективно, за Китаем будущее, экономика, туда-сюда, у нас много таких ребят было на востоковедении, они там либо на втором, либо на третьем курсе, либо в конце 4-го курса отчислились. И в итоге они потеряли 3-4 года и ничего не получили. То есть я бы сказал то, что нужно подумать серьезно над своей мотивацией и начинать это делать только в том случае, если вам действительно нравится культура, если вам действительно интересна там какая-то история, если вам там вы побывали в Китае, очень, очень важно побывать в Китае, потому что, знаете, очень большой культурный шок возникает у людей, потому что действительно очень-очень другая культура, просто другая вселенная. Вот еще одна мысль. Иногда мы в России любим задумываться. Мы, Россия, как-то мы Запад или Восток, да, мы посередине начинаем думать. Но после того, как люди съездят в Китай или там в любую другую азиатскую страну, они понимают, что Россия это, нифига не Восток, потому что мы сталкиваемся с теми же проблемами, мы, россияне, имею в виду, приезжая в Китай, что и европейцы, что и американцы. И поэтому, то есть какие-то культурные коды, какие-то, в принципе, понятия, язык, даже язык не в смысле как китайский или немецкий, как какие-то понятия, как нормы, как система кодов, ценности, которые мы используем там в России и в Европе, гораздо ближе, чем в России и в Китае. Поэтому как бы я бы очень порекомендовал сильно изучить тему сначала, прежде чем начинать, собственно, изучать язык. Австрийские университеты. Советовать. Университетов у них тут немного, 10-15 штук всего лишь, но каждый из них там какой-то огромный. Вот, например, в моем университете Лена учится около 80-100 тысяч человек. В МГУ для сравнения 45 тысяч человек. Вот. То есть, страна очень маленькая, страна сколько тут? 8-9 миллионов человек. Вот. Поэтому выбор не очень большой. Я могу сказать то, что нужно прежде всего отталкиваться не от университета, а от программы, посмотреть,
что, во-первых, ты хочешь изучать. Во-вторых, есть такие, как-то, поисковики по программам в интернете, там, больше по магистерским, насколько я знаю, наверное, по бакалаврским тоже есть, где вы пишете название программы, диапазон стоимости, регион, например, и как через все эти фильтры он вам дает список программ. И я бы отталкивался прежде всего от списка программ, потом уже в рамках программы вы смотрите, какие профессора, там, какие преподаватели работают, это важно. Вы смотрите структуру программы, вы смотрите пререквизит, то есть что требуется для того, чтобы начать там учиться. Очень сложно поступить в европейские университеты, особенно, насколько я понимаю, австрийские и немецкие университеты, после школы. После бакалавриата гораздо легче. И вообще я бы, в принципе, наверное, рекомендовал именно магистратуру за рубежом делать. Это очень полезно, это расширяет кругозор и много всего крутого. Но после старшей школы, во-первых, очень сложно в бюрократическом плане. В России школа 11 лет, в Европе школа 12 лет в большинстве стран. И, скорее всего, вам придется приехать сюда, здесь 1-2 года учить язык, немецкий, 1-2 года доучивать предметы типа обществознания, там, и вот эта вот всякая фигня, и потом на немецком языке сдавать экзамены по этим школьным предметам. Фактически вам придется ЕГЭ еще раз сдавать как бы местный европейский, а тут стандарт повыше. Кучу всяких документов нужно переводить, апостилировать, утверждать, потом нотариальный перевод делать, и потом нотариусом заверять перевод нотариального заверения какого-то документа. Это действительно сложно. И вот даже я потратил на это 1,5 месяца примерно, и финансово тоже мне стоило каких-то средств, денег больших, чтобы просто документами бюрократии заняться. Вот. Поэтому, конечно, реально, конечно, есть много ребят, которые это делают, которые приезжают сразу после школы. Но я считаю, что вот тот период, когда я в Москве учился, 4 года бакалаврский, он был для меня важным этапом в жизни, и наверное, он помог мне более как-то постепенно к этому прийти, как-то не было такого резкого перехода. Потому что даже между школой и университетом есть достаточно резкий переход. Между школой и переездом в другой город достаточно резкий переход. Уехать от родителей, самостоятельно жить, самостоятельно планировать свой бюджет, финансово себя обеспечивать. Это много сложных вопросов. И когда вы едете в другую страну, вы абсолютно одни, культура другая, культура общения другая, язык другой. Иногда вы даже произносите те же самые слова, вроде бы там на английском общаетесь с местными ребятами, а все равно какое-то недопонимание может возникнуть. Можно какую-то голову потерять, бросить учебу и начать работать, потому что зарплаты здесь якобы высокие даже на простых работах. Много рисков у того, чтобы сразу в Австрию там, или в Германию, или куда-то в Европу уезжать. Поэтому я бы, опять-таки, это реально, это можно. В этом ничего плохого нету. Но вот для меня лично, я рад, что я сначала поступил на бакалавриат в Москву. Это был очень важный этап моей жизни. И то, что я вот сейчас здесь дальше магистратуру получаю за рубежом. Насчет немецкого. Да, экзамен я не сдавал, потому что у меня учеба на английском языке. При этом, кстати, по-моему, с этого года, даже если учеба на английском языке, вот я последний проскочил, даже в этом году, начиная с 2020 года, 2020 года, даже если учеба на английском языке, все равно какой-то 1 на 2 немецкого надо сдавать, по-моему, в Австрии. Что-то такое ввели. Но вот я проскочил, тем не менее немецкий я учил. После того, как я узнал в июле, летом о том, что меня приняли, еще очень важный этап – это получение вида на жительство местного во время учебы, на учебу. Это тоже и бюрократически сложно, и обычно нужно предъявлять, доказывать то, что есть достаточно большое количество финансов на банковском счету, чтобы себя обеспечивать, или там какие-то доверенности от родителей там нужно, какие-то поручительства. Это тоже сложно. И я в июле узнал о том, что я поступил в Австрию. Я до конца лета, до конца августа не знал о том, дали мне вид на жительство или нет, и многим не дают. Если тоже документы неправильно оформлены, или тоже много рисков здесь. Тоже надо все очень глубоко изучить. Когда изучать программу, тут же нужно же визовый режим смотреть. Вот. Тем не менее, я в июле уже начал учить немецкий язык. Фактически, это то единственное, чем я занимался на протяжении всего лета, с конца июля, как я с гонки вернулся. Август, сентябрь, начало октября я учил каждый день немецкий язык с утра до ночи. Вот. Материалов в интернете предостаточно. При знании английского языка немецкий очень легко учится. Да, грамматика сложнее. Есть это гендеры, как-то роды. Мужской, женский, средний у каждого существительного, и в зависимости от этого грамматика меняется. Это как такая сложность есть, но при этом при знании английского было достаточно легко учить. Слова какие-то корни общие, какие-то грамматические паттерны совпадают. Вот.
поэтому я где-то до B1 доучился, в октябре сюда приехал, нашел работу, и как-то у меня жизнь завертелась, я уже практически перестал активно язык учить. Вот. Но тем не менее, какие-то СМИ иногда читаю, медиа. То есть язык, конечно, развивается. И вообще мне немецкий язык очень нравится, он такой очень структурированный, очень точный. Можно придумывать свои слова, соединяя несколько существительных. Тоже интересно. Вот. Оқушыларның бәлки тағы сұраулар бардыр, біз әлі айтамыз. Менің шындай сұрау бар, ол бик Ғазиздің сұрауына кірішкенше мен қазір жауап берсіз да. Менә Австрия ул бит инде бик озын еллар дәвамында Габсбурглар монархиясы булган дәүләт, һәм минем белүемчә берничә ел элек анда вафат булган иде. Менә бу соңгы императорның давамчысы, получается, кронпринц, кронпринц Отто фон Габсбург. Австрияда бармы менә шулай монархистлар хәрәкәте, ничектер монархияны кайтарырга чакыручылар, таки шундай зур бер тарих. Бар икән андай юнәлеш. Big интересант Берсерау. Очень интересное такое наблюдение, тоже были на этим наблюдения. Во-первых, прежде всего, что я заметил. Здесь много есть статуй всяких императоров, их в музеях много картин, много культуры, связанной с имперской культурой. То есть какие-то вот даже какие-то гербы, может быть, какие-то, не знаю, символы компании, они могут содержать корону. То есть какая-то монархичность, она остается. Но вот как бы таких монархистов, которые прям верят в монархию, их, насколько я знаю, особо нету. Мое наблюдение интересно чем? То, что вот Габсбургская империя, фактически, она развалилась, что в Австрии, что, в том же году, что и у нас Российская империя. Фактически имперский период закончился и у нас, и у них в одно и то же время. Но, конечно, их там трясло на протяжении 20 века, у них много чего интересного происходило, но, тем не менее, таких радикальных изменений, как в России, как в Советском Союзе, у них не было. И вот у них все равно есть какая-то связь культурная, то есть монархия каким-то образом присутствует в их жизни. Не потому, что они верят в монархов, а просто традицией и на традиционном уровне по-прежнему можно какие-то символы замечать в их жизни. У нас в России как-то, вот монархия – это что-то, прям позапрошлая какая-то история, да, вот у нас как-то, мне кажется, у нас была монархия, потом была гражданская война, потом был НЭП, потом в 30-е годы фактически просто физически вымерла вся, либо как-то эмигрировала, либо вымерла вся интеллигенция, которая помнила вот эту культуру монархическую, которая помнила, как, я не знаю, там государственные должности при монархии назывались, которая ценила, которая, может быть, любила, которая, в принципе, жила в этот период. И поэтому как бы уже в середине века у нас особо не было тех людей, которые были как-то связаны с монархией. То есть вот у нас уже тогда это как-то взаимоотношение с монархией было разорвано. Потом у нас был какой-то дикий вот этот вот период мясорубки сталинский, потом зрелый социализм у нас настал, потом 90-е настали. То есть как бы даже 90-е, вот эта свобода, там 90-е, начало 2000-х, мне кажется, какой-то свобода, либерализмом, какой-то предыдущий эпох как будто была, да? Вот лично для меня это такое ощущение, то, что вот там до 2012 года и после 2012 года это все-таки разные России. Медведевская, там первые путинские. Вот. А вот все-таки у них как-то все так стабильно плывет, как-то вот у них до сих пор монархия присутствует в их жизни. Хотя примерно тоже 1 век назад у них Габсбургская империя развалилась. У нас это уже настолько позапрошлый день. Вот потрясло все-таки нашу страну. Действительно, очень много чего с нами произошло, чего не происходило с другими странами. Еще я знаю, что какие-то новости были, то, что потомки Габсбургской империи, какие-то там, какую-то часть имущества они смогли себе вернуть. Но при этом, конечно же, абсолютно никакой речи не идет о том, чтобы они хоть как-то участвовали в политике. Ни они, насколько я понимаю, туда не рвутся, ни их туда не допускают. Австрия – это парламентская республика, то есть та партия, которая набрала как-то большинство в парламенте, она становится правящей партией, она формирует правительство, и она определяет курс правительства. Долго тут правили социалисты, не как у нас в России, не такие социалисты, а просто стали такие демократы, которые там за всякие пособия для мигрантов, для безработных. И, по-моему, 2 последних электоральных цикла в 17 и 19 году социалисты проиграли, и
правопопулисты пришли к власти, но они не прям такие радикальные правопопулисты, они просто немножко правые, такие популисты. Вот. И что интересно, сначала они в 2017 году они вошли в коалицию с прям сильно радикально правой, там, полунационалистической партией. Там все очень плохо случилось. Если хотите, почитайте про Ибицагейт. Это очень, мне кажется, интересная история, что произошло. Это самое крупное, насколько я понимаю, событие в австрийской политической жизни, начиная со Второй мировой войны. Большой скандал был, правительство развалилось на тот момент, тогдашнее. На выборах, которые произошли, когда я только сюда приехал, в конце сентября, снова победила правая популистская партия Себастьяна Курца, может, вы эту фамилию тоже слышали. Очень интересный персонаж, самый молодой лидер европейских стран, очень молодой, ему 35-36 лет, он даже бакалавриат не окончил, представляете, у него высшего образования нету. Потому что когда его политическая карьера резко взлетела, пошла вверх, вначале, когда ему было около 20 лет, он не успел университет закончить. Формально он до сих пор на каком-то там 13-м году обучения числится. Вот. И, как ни странно, на фоне вот этого всяких Грета Тунберг климатических забастовок зеленые очень много набрали голосов, и правая популистская партия вошла в коалицию с зелеными. И поэтому очень своеобразно, очень интересное правительство сейчас в Австрии, которое, с одной стороны, за закрытые границы против мигрантов, с другой стороны, там, за экологию и инвестиции в зеленую сферу. Если не ошибаюсь, там у вас даже президент, кажется, из партии зеленых. А вот про президента я не знаю. Про президента тоже такие мемы ходят, то, что он там... Он никакой этой... У нас вице-канцлер из партии зеленых, канцлер из правопопулистской партии Себастьян Курц. А президент — это такая представительная должность, как в Германии, по сути. И, знаете, он там приходит на кладбище, венки там какие-то, юбилеи ставит, какие-то музеи открывает, там с другими иностранными лидерами бывает встречается, чтобы просто поболтать. А если там по поводу каких-то серьезных мер, то уже канцлер встречается. То есть, такая представительная должность. И как бы он на метро ездит на работу, у него там никаких этих эскортов нету, он там собаку выгуливает в городском парке, все знают, как он выглядит. То есть абсолютно такая тихая, спокойная жизнь, абсолютно никакого этого буза, никакого шума вокруг президента местного нет. Вот. Zoom'da sıralar var mı айтылған? Sıralar бар, я даже не знаю. Так сложно переключаться между языками, если честно. По-немецки что могу сказать? Я сегодня весь день корейский учу, мне завтра экзамен по корейскому утром. Я практически корейский учу, немецкий учу, в жизни на английском, в то же время пытаюсь китайский не забыть, а еще бывает по-русски, по-татарски поговорить приходится. Жизнь интересная. Что могу сказать? Так, вопросы рассматриваю. Так, мы это уже говорили? Да, насчет немецкого. Окей, я могу вам сказать что-нибудь, стандартные фразы из Starbucks. Я в Starbucks работаю, меня все время спрашивают, ты много там немецкий практикуешь? Я говорю, auf welche Grosse möchten Sie etwas Kaltes oder Heißes? Хотите что-нибудь горячего или холодного, когда покупатели могут разобраться. Вот. И, конечно, цифры я там хорошо тренирую, там типа das ist 17,50, типа сдачи, эти как-то цены напитков и так далее. Вот. Очень много у меня сейчас лекций какой-то общественно-политической, что-то типа там nachhaltige Entwicklung, типа как-то долгосрочная, стабильная, sustainable development, вот по-английски, вот, как это называется, sustainable, даже не могу перевести это. Устойчивое развитие. Устойчивое развитие, мы это говорим. Вот. Müssen Masken, Mund- und Nasenmasken tragen. Нужно носить маски, которые закрывают нос и рот. Это сейчас правило такое в общественном транспорте, на акте практически везде. Вот. Когда поехать по программе Work and Travel во время учебы в институте, после бакалавриата, рассказать про свой опыт. Насколько я понимаю, после бакалавриата туда невозможно поехать. Возможно, технически можно поехать, но обычно отказывают очень часто в визах, если вы после бакалавриата едете на Work and Travel, потому что офицеру иммиграционному важно понимать, что у вас нету как-то иммиграционных намерений. Особенно сейчас при трампской администрации. Для них это очень важно, и поэтому гораздо охотнее они дают визы после второго и после третьего курса, и не очень охотно, после первого тоже, но не очень охотно дают после четвертого курса, потому что вы как бы бакалавриат закончили, вас университет уже не держит в России. Вы можете уехать туда, лет там проработать, там остаться нелегально. Многие это делают, кстати. Вот.
многие после второго, после третьего курса делают. Ну, лично я рад, что я поехал после третьего курса. С одной стороны, если я поехал после первого и мне понравилось, я мог бы еще поехать после второго, после третьего. Но с другой стороны, несмотря на то, что это был очень крутой опыт в моей жизни, я чуть подробнее расскажу потом, но просто такой вывод, summary, да, несмотря на то, что был это очень крутой опыт в моей жизни, может быть, один из самых крутых опытов в моей жизни, одно из самых веселых, интересных лет в моей жизни, каникул в моей жизни, оно меня немножко разболтало. Потому что это все-таки очень, очень большая ответственность, очень большая, такое достаточно серьезное мероприятие, то, что ты едешь на другой континент, другой конец света, как бы другая страна, другая культура, в протяжении 3-4 месяцев далеко от родины, зарабатываешь сам, потом ты тратишь сам, ну, как вы понимаете, там 3 месяца примерно вы работаете, потом несколько недель можешь попутешествовать. Вы сами планируете свое путешествие, свой отпуск. Вот у вас есть как бы на руках деньги, несколько тысяч долларов, которые вы заработали. Потом вы их как бы тратите. И вот это вот чувство какой-то взрослости, оно потом не покидает тебя, и когда ты вот возвращаешься вот в Москву, я вернулся, и, ну, очень сложно было заставить себя сидеть там за партой, учить какие-то иероглифы, и когда уже, вот даже на самом деле без опыта work and travel, многие люди, когда начинают работать, забрасывают учебу, потому что, казалось бы, уже какие-никакие деньги сам зарабатываю, зачем мне продолжать учиться, работать просто, а учиться тяжело, зачем мне это нужно, вот типа какие-то непонятные абстрактные навыки тут дают на учебе. И очень сложно заставить себя вернуться за парту. Вот, и поэтому, если вы едете слишком рано, после первого курса, после второго курса, я могу опять-таки сказать, потому что у меня кузен, мой двоюродный братишка, после первого курса поехал, тоже лето, что и я. И для него это был такой большой-большой шок. Слишком много жизненного опыта за слишком короткое время. Настолько большой шок, что потом все лето, как бы весь второй курс, пока он учился, он не об учебе думал, а вот он планировал там следующее лето, куда я поеду, а вот сейчас я поеду в другой штат, вот на такую работу, а вот тут вот я сэкономил, потому что там вот такие-то бренды дешевле в Америке стоят, а вот это я лучше в России куплю. И вот просто как-то он на этом помешался, и не знаю, может быть, он просто недостаточно зрел был, недостаточно готов, слишком много вот на этом все набросилось, налилось на него. Поэтому опять-таки, я рад, что так случилось так, как случилось, и что я поехал после третьего курса. Конкретнее, я поехал в штат Вайоминг. Это горный штат в центре Америки. Большинство едут на курорты, на побережье, на океан, там Майами-Бич какие-то, куда-нибудь еще Южная Каролина, Северная Каролина. Вот, в моем штате было не так много work and travel'цев. Большие города, большие штаты, крутые штаты типа Калифорнии, Нью-Йорка, я сразу говорю, проехать практически невозможно, попасть очень сложно, потому что программа рассчитана больше всего на сезонный труд, то есть и направляет, прежде всего, эта программа трудовых мигрантов, то есть нас в те штаты, где рабочей силы не хватает, какие-то полупустынные штаты, те штаты, где экономика расцветает во время лета, во время туризма, большого сезона, а потом обратно сжимается. То есть Нью-Йорк, Калифорния вряд ли вы попадете. Я поехал в Вайоминг, а не на море, не на океан. Почему? Во-первых, потому что там горы, я люблю горы. Во-вторых, потому что там Йеллоустонский национальный парк. Это самый, по-моему, старый, самый большой, самый крутой национальный парк в истории человечества. Ну, слишком ярко сказано, но в Соединенных Штатах Америки точно. В-третьих, потому что там платят лучше, потому что на побережьях очень маленькие зарплаты, там ставка $8-8,5 за час. Вот. Сложно накопить деньги. И в этом плане каждые 50 центов, каждый доллар, который вы за час больше зарабатываете, в итоге он дает гораздо больше. Потому что, условно говоря, если у вас fixed cost, да, вот какие-то фиксированные траты там, на визу, на программу, на жилье, которые не меняются в зависимости от того, там, как вы потребляете и так далее, будут около 7-8 евро, 8 долларов за час, фактически все, что вы зарабатываете, только 50 центов. Если вы зарабатываете не 8,5, а 9,5 евро за час, долларов за час, прошу прощения, тогда вы как бы уже фактически у вас на руках остается после программы в 3 раза больше денег. И поэтому это очень важный аргумент был. Тоже зарплата выше. Вот. Ну, то есть природа, горы. Мне очень понравилось. Я работал много. Я работал в магазине мороженого. 40 часов у меня было основных. Потом я устроился еще в ресторан. Параллельно там работал около 20 часов в неделю. Потом мне предложили овертайм на моей основной работе, на моем мороженом магазинчике. Овертайм оплачивается по ставке в 1,5 раза больше. То есть, если, условно говоря, у меня ставка $10 за час сначала, за овертайм, за каждый следующий час я получал уже $15 за час.
что прям очень большой прирост, учитывая, что часы не так сильно прирастают. Вот, работал я много, но и отдыхал там тоже много. Я около 3-4 недель путешествовал, в Калифорнии побывал, в Вайоминге, конечно, очень много осмотрел. Мы там с американскими друзьями подружились, они нас повозили в штат очень на протяжении лета. Вот, Вашингтон, Нью-Йорк, вот это вот все. Очень интересный жизненный опыт, крутой был, но опять-таки, я говорю, нужно очень осторожно к этому относиться, чтобы не разболтало, чтобы не было соблазна остаться, потому что вы там остаетесь, у вас нет образования, у вас нет документов, вы для государства не существуете фактически. В медицинском плане вы не защищены. На работу вы нормально не устроитесь, пока вы нормальное образование этого не получите. Образование там даже для местных это что-то неподъемное, люди берут кредит десятилетиями, их потом выплачивают. В нормальном университете учеба, один семестр $30 000 стоит, чтобы вы знали. Без американского диплома, если у вас не какая-то там программистская специальность, программистские навыки, очень сложно будет устроиться на работу в Штатах. Ну, то есть вы устроитесь в кафе, там, в ресторан, что-нибудь такое, сервис, да, ну, как бы быть специалистом высококвалифицированным будет очень сложно. Вот. Что-то про опыт с исследованиями так и не дошли. Әйе, без күбрәк безнең алдагы спичта шулайрак булган иде. Безнең планнар зур иде, әмма без күбрәк сөйләштек барыбер илләр турында, уку турында, башкалар турында. Без алдагысын сөйләшәчәк алтын хакында гомумән. Әмма безне кызыксындырып бөтенләй башка темалар. Яхшы, тагын нинди сораулар бар укучыларның? Безнең менә соңгы сораулар бирү мөмкинлеге калды. Без әкренләп тәмамлыйбыз. Сораулар булса, сез сораулар биреп карый аласыз. Ну, пока думаете, я могу пару советов дать, вот, которые я уже формулировал. Пришлось мне один раз формулировать советы для старшеклассников. И вот я тогда несколько мыслей у меня было. Во-первых, мне кажется, что очень важно в старшей школе изучить очень хорошо английский язык, потому что это сейчас не то, что не какой-то дополнительный навык или это какой-то бонус для вас, да, английский язык. Английский язык в современном мире – это просто пререквизит. Это то, что у вас должно быть априори, это то, что у вас должно быть изначально, еще до того, как вот вы начинаете подаваться на работы, идти в университет. То есть это просто вот как бы, это просто must-have. Потому что язык открывает для вас, собственно, все вот эти вот страны, путешествия, все, о чем мы с вами говорили, во-первых. Как минимум там на C1, Advanced, да, английский язык, мне кажется, ну вот вы можете поставить себе цель и к окончанию учебы выучить его, потому что потом это будет очень большим подспорьем до конца вашей жизни. Даже когда вы какое-то исследование вот делаете, даже когда я еще в Москве учился, какая угодно статья, какая угодно там информация, что для каких-то курсов обычно, что я какой-то курс выписал, самая новая, самая актуальная, самая правильная, самая крутая информация, она на английском языке. Ну, просто на русский язык не так много переводится, потому что русскоязычная аудитория – это 150-200 миллионов человек в мире. Из 7-8 миллиардов, ну что это такое, это капля в море. Все самое крутое пишется на английском языке, и там, если не на английском, оно потом на английский переводится. Английский язык вам дает доступ в мир знаний, в мир путешествий, вообще открывает вам глаза на Вселенную. Второе – это я бы, наверное, посоветовал стараться уехать в Москву или там в Петербург, может быть, ну, наверное, все-таки даже лучше в Москву, на бакалавриат, и потом постараться в магистратуру ехать за рубеж. Вернуться домой, в Татарстан родной, любимый, или там в Россию просто, вы всегда успеете. Но как бы, уехать, но при этом образование – это очень хорошая возможность на время как бы легально, без нарушения закона, без всяких сложных бюрократических процедур, поехать за рубеж, получить очень крутой жизненный опыт, попутешествовать. Вот. А Москва, почему Москва? Потому что она дает... Просто это огромный город, в котором очень много возможностей для трудоустройства, очень много крутых мероприятий, которые проводятся бесплатно. В Москве 300 театров. Я большим театралом стал в последнее время, именно современный театр мне нравится. Вот, как бы все-таки ни один город, ни России, ни даже на самом деле Европы, мало городов в Европе могут сравниться с Москвой в плане какой-то культурно-общественной жизни. Это тоже нужно знать, понимать и ценить. Вот. И трудоустроиться вам гораздо легче будет в Москве. Поэтому даже если какой-то не очень крутой университет Москвы против там самый крутой университет Татарстана у вас будет стоять, я бы выбрал какой-нибудь средний университет в Москве, потому что просто город
агломерация, большой рынок дает огромные-огромные возможности. Вот. Ну и, наверное, главное, чем заняться на самоизоляции. Главное, может быть, такой summary, который с сегодняшнего тока можно вынести, это то, что все возможно, то, что мир открыт, что для работы за рубежом, что для учебы за рубежом, возможности есть, программы есть. Не ленитесь, смотрите. Это я вот как бы сейчас здесь в Starbucks работаю, да, чтобы все обеспечить. А есть всякие еще стипендиальные программы. То есть можно поехать и вообще чисто на учебе сфокусироваться, если у вас будет стипендия, если она вам будет покрывать все ваши расходы, и работать не придется. То есть надо, главное, гуглить, главное смотреть, главное подаваться, не просиживать зря время. Перетекая к следующему вопросу, чем заняться на самоизоляции. Конечно, все, кто не любит общество, те, кто не любит людей, хорошо возможно посидеть дома одному, но на самом деле я бы сказал, что очень важно сейчас не протрачивать, не растрачивать время зря на всякие сериалы, на чтение новостей про коронавирус, обновление там ситуации, кто где сколько заболел. Это все на самом деле не так важно. И использовать это время, эту возможность быть дома, возможность долгое количество времени концентрироваться, фокусироваться на чем-то одном, на то, чтобы получить какой-то один реальный навык. То есть вы можете научиться азам программирования, вы можете очень серьезно подтянуть язык. За пару месяцев, на самом деле, можно очень спокойно на следующий уровень языка выйти, что английского, что, может быть, там кто-то немецкий учит, может, кто-то китайский учит начать. Вот. В то же время трансляций много онлайн, я понимаю, это какая-то в канале каких-то этих стримов в Инстаграме, еще где-то. Избирательно к этому можно относиться, и какие-то самые крутые трансляции самых крутых там театров, опер, опять-таки каких-то музейных выставок можно и нужно смотреть, потому что это расширяет горизонт, но опять-таки не нужно целые дни на этих трансляциях зависать. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, вот в этом возрасте самое главное – это как-то смотреть больше вширь, за рубеж, куда-то получать опыт. Может быть, вы посмотрите трансляцию какого-то Metropolitan Opera там, или какой-то, может быть, мюзикла из Нью-Йорка, поймете, что, блин, так круто, я хочу вот там иметь возможность позволить себе туда поехать или вот там жить. И это будет и у вас появится цель, ради которой будете работать, и у вас появится мотивация, чтобы ради этого каждый день там чему-то учиться, готовиться к поступлению куда-то и так далее. Кстати, тип такой, если вы хотите учиться в Америке, оказывается, гораздо проще это сделать, поступив в университет в Европе, потому что в Америке стипендиальных программ мало, обучение супердорогое, в Европе обучение практически везде бесплатное. Вы поступаете сюда, а потом подаетесь на программу академической мобильности и едете в Америку там, или куда-нибудь в Австралию, куда-нибудь в Азию, и у вас там стипендия покрывает, если не все, то большинство ваших затрат на то, чтобы там 1 семестр или 1 год поучитесь за рубежом. Мне кажется, это вообще такой, как-то лайфхак называется. А если вы поступаете в Европу, по Европе путешествовать, и по Европе, внутри Европы, как какая-то академическая мобильность, это у них очень круто, очень хорошо развито. Всякие Erasmus, Erasmus+, этого очень много, и очень много стипендий. Это просто как нечего делать. Наверное, каждый европейский студент, каждый европейский гражданин, когда учился в университете, делал Erasmus, жил как минимум полгода или 1 год в другой стране. То есть это просто вот часть нормальной жизни для них. И как бы когда вы поступаете в Европейский университет, для вас открывается эта возможность в том числе. Яхшы, бик зур рәхмәт. Сорауларда тамамлангандар, спикерлар тамамлангандар. Миңа калса бик күңелле булды укучыларга да, но миңа күңелле булды тыңлавы. Марат Лисовичның. Слишком много хороших мыслей для размышлений. Спасибо большое. Надеюсь. Чем могу, тем делюсь. Что у меня есть. Бик рәхмәт. Шанда Рәмис белән без күптән таныш, ул без олимпиадаларда катнашканда без конкурентлар идек һәрвакыт. Хәзер менә дуслар, һәм менә Алгашка гимназия аша менә бер-берсен танытабыз дип табыла. Бик зур рәхмәт, Рәмис, Алла таба уңышлар, укуыңда уңышлар, беренче тәсил укуың бик тыгыз бара. Бүген дә син дәресләр багалаймын моннан соң. Предмет будет политическая система Восточной Азии. Сегодня мы рассматриваем кейс Тайваня. Очень интересно, кстати, почитайте про нынешнего президента Тайваня. Действительно очень интересно, что у них там происходит, какое у них активное гражданское общество. На самом деле, в Европе, конечно, демократия, но вот такой демократии, как на Тайване, мне кажется, у них нету. То есть очень круто, очень интересно. Яхшы. Бик зур рәхмәт. Без аралашабыз, шуннан да алга таба да менә безгә
Şirikкә берме, елга берме чыкты бары бер алаша кирәк. Синең белән дә синең киңәшләрең безнең укучыларга бик тә файдалы булыр дип ышанып калган. Бик зур рәхмәт, уңышлар. Без синнән саубуллашабыз һәм әкренләп күчәбез киләсе очрашуга. Бик зур рәхмәт, Рамис. Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Хорошего дня сезгә. Рәхмәт, уңышлар. 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 Һәм без әкренләп без һәр көтәбез безнең безнең Таңсылу керде. Таңсылу, сәлам. Сәлам. Сәламнар. Безнең хәзер киләсе очрашу киләсе Рамис эшли ток, толк безнең аралашу булачак Таңсылу Алтай белән. Таңсылу Алтай ул безнең Истанбулда белем алучы кыз һәм Истанбулда белемне алып ятмый. Ул бик актив яза гыйлемгә. Ул унаның күрәсе дә ул гыйлем. Бүген гыйлем төсләре белән кергән. Ул гыйлемнең бик актив авторы. Шуңа күрә без аның белән таныш гыйлем аша беренче атта. Һәм безнең менә алдагы спикерлар алар барысы да гуманитарлар иде. Таңсылу гуманитарий түгел. Ул безнең яхшы кеше. Ул безнең математик. Математик. Һәм ул безгә сөйләшә башта математика турында. Әмма Таңсылу шул вакытта сүзнең башында үзең белән таныштырсаң, укуың турында, гаилә тарихы турында, син гаилә тарихы да бик кызык миңа калса, бик безгә кызык булыр иде шунда. Сиңа сүз Таңсылу. Рәхмәт. İsmimiz Min Tаңсылу һәм мин Истанбулда яшим. Үзем Тудан Кама шәһәрендә тудым. Әнием Татарстанда укып, анда туып үскән, анда укыган. Әтиемнең әнисе татар, әтисе башкорт. Babam инде Almanlarla karşı soğuşa katılmışsa, anasının esir bulada, anasında İdil-Ural neyindeyindir. Lejyonunda dikteydim. Dağın Sovyet'e karşı soğuşta, anasının olmuyor. Ankara'ya düşer. Min mektepke İstanbul'da başladım, okuğa İstanbul'da başladım. Şuna göre şu niye kadarıydı, benim balaşlarım Türkiye'de hem Tataristan'da düştü. Hazır üzüm İstanbul Üniversitesi'nde matematik bölümünde 3. kursta okuyayım. Ne şulay, hem 2016 yıldan beri de bölümde matematik bölümünde makaleler yazan. Таңсылу. Selam, tavuşta bırakmıyor burada mı? Син тавыш бераз акрын-акрынрак өзелеп кенә ишетелә. Hazır nişek? Һәр яхшы багай, әйе. Yaxşı mı? Әйе. Alışsam bir baştan başlayayım. Яхшы. Юк, дәвам ит, абла. Әлегеләр ишетелмәгән идеме? Шуны сорыйм. Начар ишетеп алдың? Әйе, шул өлештән дәвам ит алайса. Мөмкин булса. Мин беткән идем инде, хәзер әнигә слайд-шоуга узасы идем. Лекция өлешенә, әйеме? Әү? Лекция өлешенә, шулай бит? Әйе. Әйе. Миңа моны бәлки миңа микрофон салырга кирәк, хәзергә шулай тырышып карыйк. Демонстрация кушсаң. Хәзер ишетеләме? Ишетелә. Özüm başlayayım ne bileyim, matematikada ispat alıştırmaları bilen emmamında. Bunu ortaklaşam. Hazır benim tavus kile mi? Килә ишетелә.
Yarar. İlde başlayacağız. Min bugün matematikada ispatlar usullarını anlatan hem anlarsın Gauss metodu bilen Gadisanların şiksizliğini ispatlamışlar. Aslında matematikada ispatlar usulları kübrek. Ama biz bunda yazgan işisini aktifrak kullanırız. Bunların birincisi turu yoldan ispatlar usulü. Bunda indi in aşık ispatlar usulü mınsa bular. Hemin birazdan sizge örnekler bilen birinci ispat yaşayacakmın bu iş usul bilen beyler. İkincisi karşılık usulü. Bu gadette biraz tağın ağırrak bular. Min bunu dürüst tercüme ettiğimi bilmeyeyim. Şuna göre min J'ye işinde bunun İngilizcesinde yazıp aldım. Mine bunda başlaganda sizge bir ne birilgende, hipoteza birilgende, onun dürüst bulgan ispatlarını sıraganda indi. Sizge ne? Siz bu hipoteze yalgış bulsun gibi başlıyorsunuz da onları şu yol boyunca gitgende in ahırda sizge nindedir bir magnesizlik kileşek bu yalgış deyip başlasanız. Eğer o magnesizlik eğer o karşı kili bulsa demek sizin aslında algan hipoteze dürüst bulaşa. Üçüncüsü matematik induksiya bilen ispatlar. Bunda gadette bir sonundan başlayırlar indi. Mesela eyte birden nıgahatlı bulgan sonlarının toplamı mine şundi bir formüla dip eyte. Biz bunu işləyəndə birinci itib şura işləyiriz. Bir işin bu hipoteza dürüst mü tügül mü? Şuna qarayırız. Eğer de dürüst iken biz eytəbiz. Eyde bu hipoteza birənində k tabiqi sana işin dürüst bulsun. Anlansın eğer de bu hipoteza k plus 1 işinde dürüst bulayken şu tigizleme tağın dürüst bulup şırayken demek bu hipoteza yeki bu formüla bütün tabiqi sanlar için dürüst. Hazır turu yoldan ispatlav usulü için bir örnek koydum yanında. Bu örnekte aslında bu hipoteza bizge şunu eyte. İki taksanın toplamı bir jüp sanlı biri. Eyde hazır başlayabiliriz. Bunu ispatları var. Oy, kafo. Eyde bizim kulübümüzde m hem n diyen iki bütün san bulsun. M hem n. Bizim bütün sanlarımız. Yani İngilizce o integer gibi eytiler. Rusçasını bilmiyorum. Hem biz bu m sanın eyde bilgili biz 2a plus 1. Anasını bilgili biz 2b plus 1. Bunlar birer taksan, iyi mi? Çünkü bizim kulübümüzde 2a yani bir jüp san var. Biz bir jüp sanga taksanını kuşsak, bizim kulübümüzde tağın bir taksan bulaşak. Şuna göre biz m hemlini 2a plus 1 hem 2b plus 1 itip sayıyı aldık. Şulay bilgili aldık. Bunda birinin de problemi yok. Hazır bularını jiganda, m hemlini toplaganda bizde 2 tapkır J'ye içinde a plus b plus 1 kileşek. Hem biz biliriz, biz birennindi jüp san bilen birennindi taksanı yeki birennindi jüp sanı tapkırlasak da kulübümüzde tağın bizden bir jüp san bulaşak. Demek bizden ispatı, demek bizden hipotezamız dürüst. Bundan indidir problemi burada. Mesela. İkincisi hazır koyayım. Bizim ikinci usul karşılık usulüydü. Mine bunda bizge bir hipoteze birleşik, onları biz başlayız, mine bu hipoteze yalgış bulsun. Eğer bu hipoteze yalgış bulsaydı, nindi hal bulaşak idi. İkincisi de kvadrat tamır 2 irrasyonel san deyip biz kabul etecek, biz kvadrat tamır 2 bir rasyonel san bulsun. Başta rasyonel sanın işi bulganın hetirlerge gerek. Eyde kızıl bilen yazıp koyarız. Rasyonel sanlarını biz a mine bulaytırıp yazar olaydık. Hem bu sanı
noldan ayrım bulurga tiyiş. Çünkü biz birer ninni bütün sanını, yeki birer ninni sanını nolga bile almayız. Şuna göre asla kalgan san nol bulmazsa gerek. Hem A bilen B birer bütün san bulurga tiyiş. Bunun bilen birge A bilen B üz aralarında gaydi bulurga tiyiş. Yani A bilen B'nin en zor ortak bölüşüsü birgine bularlar. Eğer de bunların barsı varlıkka kelgen iken, demek bizim kolumuzda bir rasyonel son var. Hazır bunu kıyıdağına yazıp tutabız koldan. A bilen bu üst aralarında gaydi ettirip hem biz bunu kullanacağız. Mine, karşılık usulü bilen bunu ispatlar için başta eytebіз kvadrat tamır 2 bir rasyonel son bulsun. Eğer de kvadrat tamır 2 bir rasyonel son bulayken biz onu ne bulay itip yaza alırız. Hem eydamının ikinci derecesini alırız indi. Mine bunu işik eytirge. Kvadrat tamır 2'ni üze bilen tapqırıyız. Ul 2'ye ting bulaşak. Anları A kvadrat bulaşak üstege. Hem astage B kvadrat bulaşak. Ama biz indi bilebiz ki eğer de bu A sanı taksan bulsa bunun kvadratı tağın taksan bulaşak. Eğer de bu A sanı bir jipsan bulayken A'nın kvadratı tağın jipsan bular. Bu üzgermi. Yani bunda A kvadrat nindi karakteristik üzünşelikteyken demek A'nın üzü de şunli karakteristik üzünşelikte. Birik eyber B işindediruz. Şu an göre biz bunu olay itirip de yazarlarız. Bunda nerse buldu? A bilen B üz aralarında gaydi bulup çıkmadı. A bilen B'nin birden hem üzerinden başka bir ortak bölüşüsü çıktı. Orada 2 buldu. Bizge bunun rasyonel bulu işin nerse kiregide A bilen B üz aralarında gaydi bulurga kiregide. Bunda bir karşılık varlık gaydi. Demek bizden şu hipotezimiz yalgış. Yani kvadrat tamır 2 bir irrasyonel son bulurga tiyiş. Rasyonel bula almayı. Lakin buna tiskere son deyip eğiti alırız. İkincisi işin onu indi yazı biraz kıyınrak bulaydı bunda niyestinde. Şuna göre min aldanıp yazıp koydum. Bunda matematik indüksiyonu kullanacak. Bunda matematik indüksiyonu kullanacak biz bizning hipotezimiz mana shunday. Bütün tabiiy sonlar için birden 2 minus 1'ge hatta ketgan indi tok sonlarning to'plami n kvadratga tengi. Yani men birden başlayayım hem birden bunda 2 minus 2 tapqırını minus 1'ge hatta ketgan bütün tok sonlarını jiyip alan hem bunun ahırında n kvadratga erişem. N kvadratna tamam. Indi bizim delil için başta bu hipotezanın yani bu formülanın bir işin dürüst bulup bulmağına kararga gerek. Bunun içinde n oranına birini yazarız. N oranına birini yazgaç 2 tapqır birden birini alabız hem bir tababız. Biz bilebiz ki birinin bütün dereceleri tağın birge teng bulaşak. Şuna göre bir işin bizim hipoteza dürüst. İkinci bularak bizimle eytebiz. Birer nindi K tabiiy sonu için bu hipoteze dürüst bulsun deyip eytebiz. Hem n oranına K yazıp mine birik formülanı bunda yazarız. K oranına birini yazgaç indi birden 2K minus 1'ge hatta bulgan toksanlarını jiyasın hem K kvadratını tabasın. Hazır. Eğer de bizning hipoteza K plus 1 işinde dürüst bulayken demek bizim hipotezimiz bütün n tabiiy sonlar için dürüst bulaşak. Hazır n oranına K plus 1'ni koyup qarayız. Anlanılık indi biz K'ga hatlı n oranına K yazgan şiga hatlı jiyaydık bit. Hazır anlansın birden n oranına K plus 1'ni yazıp jiyabız. Mine şu oran hazır körsetken oran birden n
n için k yazgan urunga hatlı jiydik. Hem bu tuş k kvadratka ting bula. Mine mından. Kalgan urunda da n için k plus 1'ni yazdım. Ana 2 bilen tapkırladım. Hem şundan 1'ni aldım diyende o nesleşiga eyde üskü yokta kalibız. Onda tapkırlaganda indi 2k plus 2 hem 1'ni alabız. Bundan nesleşiga 2 tapkır k plus 1 çıkacak. O da mine mında. Bu bir kvadrat tigizlemeni bire bizge. K kvadrat plus 2k plus 1 bizge k plus 1'nin kvadratın bileşecek. Bizim hipotezada da nerseydi? Birden nıga hatlı bulgan taksanlarını jiganda n'nın kvadratın bileşecek idi. Biz hazır eligine n'nı k plus 1 itip söyledik. Şuna göre k plus 1'nin kvadratını tabırga tişidik. Hem biz taptık. Şuna göre bizning hipotezamiz bütün n tabiiy sonlar için dirish. Hazır Gauss metoduna ko'shamiz. Gauss bundan elek, bundan alda Gauss bilan beyli biraz suylashtirayotganim. Bunun tovushi var yara. Gauss ul matematika fenler padişası deb atala, ul bir Alman matematik, hem ul matematikten tış fizika, astronomiya, hem geografiya ülkelerine de iliştirken bulayındı. Anasın ul 16 yaşında yine 16 yaşlık vakitte Öklit geometriyesinden tış bir geometriye bulganın eğiteyinde bunu kurup ala. 17 yaşında ise sanlar teorisi, sanlar matematikanın indi algebra ülkesinde sanlar teorisi diyen bir ülke tağım var indi, bir ders dip eğitim, lakin o bir overrak bir indi matematikanın ülkesi. O sanlar teorisi delillerin dürüst ittirip tenkitli. Hem şu deliller arkasında aritmetik tekşirinler diyen bir kitap yazıp alan. Ayrıca o polinom, unutmayayım kaybırlarımda yazıp algan idim. Polinom tigizlemelerini şişi bilen şıgıllene, hem bunun bilen birge kompleks san yazsılığın varlığın eğite ol, varlığın aşıklığı. Hem bu kompleks san yazsılığı da Gauss yazsılığı deyip matematika dünyasına kırıyan bulan. Onun bilen beyle bir var indi, rivayet var Gauss bilen beyle. Bir günlü indi mektepke yürgen vakitte onun okutuşusu indi sınıftaki bağlarga bik aşılanır. Çünkü onlar bik sileşkenler, okuruşkanlar falan tügen. Hem taktaga bir problemi yazıp koyan. Taktadagi problemada ul birden yüzge hatta bulgan bütün sonlarını jiyip alırız, tuplagız diye. Şimdi balalar bunu şişerge deyip jiyinalar, mine 1, 2, 3, 4, 5 mine bulay yazıp jiye başlar. Gauss bir neçe minuttan sonra okutuşusunun yanına gitti de men bunu işlep aldım diye, men bunu taptım diye, hem cevap 5000 ildi. Okutuşu eğitim, mine sen bunu nişik işledi. Eydem kalibız, Gauss nişi gittirip yasagan bu işini. Gauss eğitim, men başta diye bunu birden yüzge hatlı yazıp aldım diye. Ama bütün için yazmıyor. Bulay 3 noktalarına yazar. Yani 1, 2, 3 falan tükendik. Eğitim anları yüzge hatlı kitte. Hem bu toplam A bulsun diye. Bizge A sana gerek. Anları biz biliriz toplamının komutatiflik üzünçeligi var. Yani sen 1 bilen 2'ni jiysan da, 2 bilen 1'ni toplasan da tağın 3 tabasın indi. Şuna göre men bunu 100'den 1'ge hatlı da yazalam diye. Ne yazabız? 100, 99, 98, ne bulay kite, her bir bulaşak. Şuluk vakitte bu toplamda agatin bulaşak. Anları olaydı, eydediğim bunu jiyip alam, toplap alam, ne bulay. Hem bunda
Bularını toplaganda gel 101 sonu kileşek. 99 bilen 99'a 2'ni koşsanda 101 bulaşak. 98'ge 3'ni koşsan tagın 100 bulaşak. Bulay kitede anları 100'ge 1'ni koşasın tagın 100 bular. Minamında 101 plus bulay kite. Hem tagın 101 plus 2 tapkır ağa ting bulaşak. Çünkü bunda 2 a var. Hem bularını jigaş 2a tabaşakız. Ama biz bilemiz ki bunda 100 kadar san var. Demek bunda 100 kadar 101 toplamı bulaşak. Hem ul 2a'ga ting bulaşak. Ama bizge birgine a gerek idi. Şuna göre a nerse bulaşak? 100 tapkır 101. Hem bunu 2'ge bileşekbiz. Şuluk vakitte da biz anı 5050 tabaşakız. Hazır. Bu indi birden 100'ge hatlı bulgan sanlarının toplamı. Ondan sonra bunu gumumileştireler. Yani eyteler birden biren indi bir tabii sonuna kadar bulgan sanlarının toplamı nişik bulur idi. Bunu nişik ispatlar idik. Hem indi formüle tabir idik deyip eyteler. Bunun içinde tagın şuluk ne bilen ispatlav usulü bilen deyip eğitiminde biz bu tapkı 100'ge hatlı tügülde nıga hatlı jiyabız. Hem bu nesne bulsun de k sonuna ting bulsun. Onları tagın nıdan 1'ge hatlı alabız. N plus 1, n minus 1, affediniz. Onları n minus 2, bulay gidecek. Hem 1'ge hatlı. Hem bu toplamda k sonuna ting bulaşak. Onları biz bunu jiyip alabız tagın. N plus 1, ondan sonra bularının ikisinin jigaçtan plus 1 bulaşak. Bulay gitti. Bulardan nişegine var. Minamında birden nıga hatlı bulgan sonlarını jiyabız. Demek bunda ne kadar son bulaşak. Şuna göre ne kadar da ne plus 1 toplamı bulaşak. Hem ul 2 kratin bulaşak. Bundan bizim formüla birden nıga kadar bulgan bütün sanlarının toplamı formülası n bilen n plus 1'ni tapkırlıysan hem 2'ye bilesin. Şulay ittirip gelip şığa. Gauss bilen bir tagın eytesi kalgan ul algebranın tüp teoremasını ispatlayıp. Algebranın tüp teoremisi aslında big over. Hatta bizde de indi hazırki derslerde kürsətinli. Başta Gauss bunu ispatlay, hem Gauss bunu ispatlay, özünün okutuşlarına deyip eğitiminde galimlerine kürsəte, lakin galimleri bunu başta kabul etmiş. Çünkü ul birinci ispatında, algebranın tüp teoremesi için birinci ispatında Jordan's teorem diyen ul vakitte elige ispatlanmagan bir teoremini kullanan. Şuna göre galimler bunu kabul etmiyor. Çünkü eğer de siz bir teoremini, lakin bir hipotezanı ispatlayırken siz o vakitte siz aldan ispatlangan bir teoremini kullanırga tiyiş. Eğer sizin kullangan teorema ispatlanmagan iken, şuluk vakitte sizin deliligiz dürüst sanalmıyor. Bunun bilen birge Gauss indi üç delil tagın bire. Yani bu algebranın tüp teoreması için üç delil tagın ispatlı. Hem birincisi bilen birge toplam 4 delili bular. Şunun bilen birge kalgan 3 delilini bunun galim dostları, okutuşları kabul eteyinde. Hem bunda Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Bosfor Üniversitesi eğitiminde ul üniversitet algebranın tüp teoreması için 4 delil diyen bir kitap çıkardı. Kitap basıp çıkardı. Hem şu kitapta Gauss'un bu 4 delili de var.
Hem bizning ikinci tema gadi sanlarının şiksizligi. Gadi sanlarının şiksizligi ispatlarda karşılık usulü bilen ispatlanan hem ul birinci tapkır Öklit'nin Elementler kitabının 9. tomunda uğranalar. Yani ispatlarda karşılık usulü matematika sahifelerine Öklit bilen birge kirer. Biz gadi sanlarını biliriz indi. Gadi sanlar kichkinagina yazıp olan. Gadi sanlar birge, gadi sanlarının ikevgine bölüşüsü bular. Bulardan birisi bir, hem eğer de x bir gadi san iken ikinci bölüşüsü x gine var. Yani gadi sanlarının birden hem üzünden başka bir indi bölüşüsü bulmuyor. Hem bizning eng kichkina gadi sanimiz 2, anlari 3, 5, 7, mina bulay ketdi. Mina bularni isga tushirib oldik. Hozir buni isbotlar oldindan bizning bir teoremani bizga bir teoriyani bilirga kerak. Bu aritmetikaning tub teoriyasi. Bu teoriya bizga aytadi, eğer de biz birden zo'r bütün tabiiy sonlarda gadi sonlarning topqirlari bulup yoza olamiz. Hem şu yazılış birden birgina yazılış bular. Yani unikal bir yazılış bular. Mesela biz 12 sonun alayık. 12 sonun biz mine nişik ittirip yazabız. 2 tapqir 6 deb yazabız. Ama biz bunu bütünley gadi sonlarının tapqirlari olarak da yaza olamiz. Bu mine nişik bulaşak. 2 tapqir, 3 deb bulaşak. Hem bu yazılış birgina var. Yani biz 12 sonun gadi sonlarının tapqirlari olarak 2 kvadrat tapqir 3 ittirip yine yaza olamiz. Mine bu gadi sonun yanında mesela 5 tapqir 3 kübik birebir yaza olmuyoruz. Şuna göre bu yazılış birden bir bulaşak. Bu teoriya şuna aytadi. Tak. Gadi sonlarının şiksizligin ispatlar için biz nerse deb aytgandik, karşılık usulunu kullanacakız. Mine biz aytamiz, biren indi eng zo'r gadi son bulsun pulibizda deb aytamiz. Bizning hipotezamiz, bizning fikrimiz shu. Eğer de bizning pulibizda bek zo'r bir gadi son bulsa, eng zo'r gadi son bulsa, demek gadi sonlarının ahırı bu var degan so'z. Biz kabul etamiz, gadi sonlarının ahırı var. Şuna göre de bir p sonun aldık. Biz hem bu p sonu eng zo'r gadi son bulup kabul ettik. Ondan sonra bireninde k sonun bilgileymiz. Bu sonu bilgilegende biz mine aytamiz, bu son eng kichkina gadi sondan boshlab eng zo'r gadi songa hadda bo'lgan bütün gadi sonlarning topqirlari etib yozilsin. Hem biz buna bir ish deb bilgileymiz biz buni. Hem biz bu şu k sonun bütün gadi sonlarga bilgende bizning qo'limizda bir qoldig'i qolacak. Biz bunu 2'ye bilgende de qo'limizda bir qoldig'i qolar, 3'ga bilgende de qo'limizda bir qoldig'i qolar. Hem barisini da bilamiz, eng so'ngda eng zo'r gadi songa, ya'ni p'ga bilamiz, tag'in bizning qo'limizda bir qoldig'i qolar. Mine bu halde, şu halde k ya bir gadi son bulaşak, yani k p'dan zo'r bir gadi son bulaşak, ya ki p'dan zo'r bulgan gadi sonlarının topqirlari bulup yazılı olacak k sonu. Demek bunda k sonu iki ravishda da, yani bir gadi son bulsa da p'dan zo'r bulaşak, yani eng zo'r gadi sondan zo'r bulgan bir gadi son bulaşak. Ya ki p'dan zo'r bulgan gadi sonlarının topqirlari bulup yazılı olgan bulsa, tag'in p'dan da zo'r bulgan bir başka son, gadi sonlardan borliqqa kelgan bir son bulaşak. Bu demek ki p eng zo'r gadi son tugul. P'dan da zo'r bulgan başka gadi sonlar da var. Bu halde bizning eng zo'r gadi son p bulsun degan hipotezaga qarshi keladi. Bunun bilan birga demek gadi sonlar şiksiz demek, şiksiz. Bütün tabiiy sonlar kebek, bütün sonlar kebek, gadi sonlar da şiksiz bo'ladi. Bu bizga shuni aytadi. Anda bilan endi so'rov kelmaymi?
Айдар. Әле сораулар юк. Aha, yarar. Менә ахырдарак сорау биргән монда безнең бер кеше әзерләнә дип беләм. Yarar. Alisa min devam etem. Benim Yoksa? inde bulan yazılış bilen bulgan ispatlar bitti. Çünkü matematik diye şimdi bütün kişi korkup ala hem mini şuna kadar bir uzakka sızması da buldum. Çünkü aslında bizim bu ispatlar mine bulaygına bulmuyor ala 200 sayfa bu inşağına 200 bit bu inşağına devam ete. Hem ağırrak bulan mimunda hem biraz kızıklı bulganların hem de kıska bulganların birliminde. Şularını kürsətirgə çalıştım. Bonus olarak da Pifagor teoriyası ispatın bir eşekmin. Aslında Pifagor teoriyası ispatı mine elge ispatlar şekilde yani karşılık usulü kebek yeki matematik indüksiya kebek yazıla turgan, yazıp ispatlı turgan delillerden birisi tügel. Pifagor teoriyası geometriye bu inşa ispatlaganlar. Hem kaybır çıganaklarda Pifagor teoriyasının min delili var deyip eğitilen. Bularının dürtüsü indi big popüler. Bularının birisi Öklit'nin Elementler kitabında ispatlanan delile. Öklit mine şurayete bir vertikal iş pışmakının iki vertikal kırığına uyumlaştırılan şakmaklarının yani kvadratlarının meydanı toplama bu vertikal iş pışmakının hipotenusa kırığına uyumlaştırılan şakmakların yani kvadratının meydanına kim bulaşak diye ona sızıp kürsete. Ul şunu sızıp kürsete çünkü uluk vakitte Öklit elementler kitabını yazgan vakitte algebra hazırda şekilde bir üsüş kürsətmegen idi. Yani biz hazır eğitim biz a kvadrat plus b kvadrat ting bula s kvadratka. O vakitte a, b, s mündi harfler kullanılmıyor. Gumumen yazalar da yazalar. Benim eligine eğitken şekilde. Mındağı vertikal ninin iş pışmakının vertikal kırığındağı şakmakının meydanı hem ikinci şakmakının meydanı mine şuna ting bulaşak deyip uzun cümleler tüzüp yazalar iken bunu. Hem bir ispatta Leonardo da Vinci yasagan anın bir delili var. Bunu internette de bir rahat tabanasız. Hem birisi de Amerika'nın 20. prezidenti James Garfield tarafından yasalan bir ispat. Benim kürsəteşərim ispat başqaşa, ul bir şakmak işine, ikinci bir şakmak sözü bilen beyli bulaşak. Emin bunu da itirgetileyim. Pifagor teoriyasının aslında Pifagor üzü tabuk çıkarmagan. Yani üzü de eğitmegen indi. Min bu teoriyeni min üzüm taptım deyip. Şıranaklar eğite Pifagor teoriyası, Pifagor'un tuğundan 2000 yıl ilk de kullanılgan. Ana mesela kimler kullangan? Hazır Britanya'da bulgan Stonehenge antik burungu taş daireleri var indi. Ul burungu taş dairelerini tüzüşü kişiler tarafından Pifagor teorisi kullanılgan. Mine bulayda eğer Pifagor teoriyasını Pifagor üzü tabup çıkargan bulsa biz onu bilmeyecek idik. Çünkü belki bilesizdir. Pifagor'un üzünün bir mektebi var idi. Hem şu mektepke yaki oku yurtuna deyip eğitim kırışın bir ağır imtihanlar birge kirek bulaydı. Hem bunun bilen birge eğer siz o mektepke kabul etilseniz siz bütün mirasınızı deyip eğitiminde bütün baylığınızı şu mektepke bağışlarga tiyiş ederiz. Hem şusu mektepinin birinci kuralı neydi? Bu mektepte öğrengenlerini uramda mektepten tış bir kimge de eğitirge yaramıyor. Bir kimge de anlatmayacaksın, öğretmeyeceksin hem eğitmeyeceksin. Hem anda dersler mesela yazılıp da yazılıp da öğretilmegeninde. Anda mesela zor bir taşka kumlar sivilgen hem şu kumlar üstünden indidir indi. Resimler sızıp, geometriye falan tüyen şular öğretilgen. Yani anda yazılı şıranaklar da yok. Pifagor mektebinde neyse öğretilgen deyip şıranaklar bularını eğitir.
Hazır men bir ispatni men bir delilni sizga isbotlab berem, ham onlara buni bitirishakman. Tak. Oy. Mana bizda bir kriyaning uzunluğu A plus B bo'lgan bir shakmak var. Hem biz biliriz ki shakmakning bütün pushmaklari 90 derece. Hem bunda bizning dürtev vertikal ish pushmagimiz var. Bu ish pushmaklarının bir pushmagi alfa bo'lsin, ikincisi beta bo'lsin. Biz bunda ko'ramiz ki alfa bilan beta'nın toplamı 90 dereceye teng. Şuna göre bunda da hem ish pushmak bundagi 4 ish pushmakda bir-birini o'xshab turgan ish pushmaklar. Dürtesi de vertikal ish pushmak, hem dürtesinde de A bilan B kriyaları var. Şuna göre bunda alfa pushmagının karşısındaki uzunluk B iken, demek bunda da bunun karşısındaki pushmak alfa derecede bulaşacak. Bunda beta'nın karşısındaki uzunluk A iken, demek bundaki ish pushmakda A'nın karşısındaki pushmakdagi derece beta bulaşacak. Bunda da mine tek bu tab aldım. Bunun karşısında alfa, beta, alfa hem beta. Bizning pushmaklarning derecelerde mine şunda yok. Hem ortada bizning narsa bo'ldi, bir krinasi deb aytgan bir shakmak borliqqa keldi. Bunun shakmak bo'lgan nechik ayta olamiz? Biz bundagi hozir tusni olishtirishimiz kerak. Biz bundagi 4 ish pushmakda da alfa plus beta'nın 90 dereceye teng bo'lganini topgan edik, bilgan edik. Chunki bunda 90 derece hem ish pushmakning ishindagi bütün pushmaklarning derecesi toplamı 180 bo'lirga tegish. Bunda bizga narsa qoldi, alfa plus beta 90 dereceye teng bo'lishadi. Biz qaraymiz, mana shakmakning bütün ish pushmaklari 90 derece bo'ldi. Chunki bunda alfa, bunda beta, hem bunda bir turi bor. Shuna ko'ra bunun bütünüsü 180 derece bo'lirga kerak. Bizga ne kaldı? 90 derece kaldı. Mana bunda alfa, beta 90 derece, hem bunda tag'in 90 derece. Alfa, beta 90 derece, bunda 90 derece, hem bunda 90 derece. Demek biz bir shakmakning o'rtasidagi bundagi noktalarını birleştirsek, bizning işte bir shakmak tag'in bo'lashak. Hem bunun bir krinasi S deb aytgan edik. Shuluk vaqtda bunun meydani S kvadrat bo'lashak. Imi? Hozir bizning qo'limizdagi tegizlama nechik edi? Pifagor tegizlamasi yoki Pifagor teoriyasi. Bunda nechik yozsam? A kvadrat plus B kvadrat teng bo'lirga kerak S kvadrat. Imi? Biz bu tegizlemani topar için başta bizning qo'limizdagi zo'r shakmakning meydanidan bundagi 4 vertikal ish pushmakning meydanini olsak, bizga narsa qolashak, o'rtadagi shakmakning meydani qolashak, o'rtadagi kvadratning meydani qolashak. Hem u da S kvadratga teng. Hozir biz buni ishlab qaraymiz. Bizning qo'lda eligine tek bir shakmak var edi. Bu shakmakning bir kriya indi A plus B. Anasının hozir biz ana shulay ishlatamiz. A plus B, lekin ana ishida tag'in bir shakmak var edi. Bu A bo'lsin, bu B bo'lsin, anlar bunda S, hem bunda 4 vertikal ish pushmak var. Zo'r shakmakning meydani nechik formula aytiladi? A plus B'nin kvadrati. Hem bizning qo'limizda 4 tane vertikal ish pushmak var. Hem bir vertikal ish pushmakning meydani nechik edi? A bilan B'ni, ya'ni 2 vertikal kriyan topqirlaysan, ondan so'ng buni 2ga bo'lasan. Hem bu S kvadratga teng bo'lirga tegish. Chunki biz
zor meydandan 4 kichkina meydonni olg'ach, bizga o'rtadagi S kvadrat bo'lgan o'rtadagi shaqmaqli meydani qolashadi. Hozir bu tegizlamani, bu kvadrat tegizlamani ochganda a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat minus bu 4 bilan bu 2'ni bölsek bunda 2 qolacak. 2 bilan da a-ni taqdirlasak minus 2ab bo'lacak. Unda s kvadratga teng bo'lacak. Biz ko'ramizki, mana bilan bu ketdi, 0 bir-birini 0 ga tamomladi. Bizning qo'limizda a kvadrat plus b kvadrat teng bo'la s kvadrat. Ya'ni Pifagor teoriyasi chiqdi. Ne bu bo'lay bitirdim men buni. Hozir menim anlatasaybilerim bu hatligini boshqa isbotim yo'q. Hozir. Bek zo'r rahmat. Biz olarak şimdi ham bizning so'rovlar berilishida Balqir uchun biz chaqirdik Leylani. Buni oldagi speechlar bizning Marat qatnashgan edi. Bunda Leyla bizning gimnaziyada matematika o'qituvchisi. Matematika ham fizika. Leyladan so'rab. To'g'ri, men sizga birinchi sharoitda rahmat aytasim kelar shunday bitta qiziqli shirishingiz uchun. Tatar tilida matematika shaxsan mening ko'pdan eshitganim yo'q edi. Hamda haliga turli she'rni qaragan o'quvchilarimizga tabiiy qiziqli bo'lgandir. Meningda biroz yumg'oqlab demasang aytib ketasim kelar. Ularga biz qaradik endi logические умозаключениялар bilan tafsil anlatdı. Birinchi isbotlov usulini edi. Teoremalarning ikkinchisi u bizning доказательство от противного deb bilinadi bizning biz rus tilida. Ham endi uchinchisi u математическая индукция. Siz ani bizning o'quvchilarimiz ko'pchilik olimpiadalarga hozirlanganda qaraylar, o'ranalar. Biz programmasida matematik induksiya bilan isbotlov yo'q deb bilan belki bordir da. Sizga bek zo'r rahmat. Tag'in bir qat eskartib ketdingiz. Bundaqa bolalarga kichkinaroq sinflar ishida bek qiziqli bo'lgandir. Mening o'ylamimcha Pifagor teoremasida shulay isbotlovni ko'rsatdingiz. Bek qiziqli bo'ldi. Mana aytam bit tatar tilida shigish yasovingiz mening uchun shunday zo'r ta'sir yasadi deb aytdik. Tatar terminologiyasini, bu matematik terminologiyani qayerdan olasiz? Endi kitoblardan qarab o'zingizning shigishingizni hozirlaysiz. Dürüstünü de min tatar matematik terminlerin bir kup bilmiydim. Mesela kayıtlarına karaydım, bilimge makaleler yazılanlarda indi. Bir ışısı karşıma aşağıydı. Min translate aşağının taşasını tabir attırışan. Küpselikte tamamıydım. Anasını uylayayım, mesela bu nişik bulurga mümkün. Hem mesela hem yüzükanlarını bilmiydim. Şu anda internette kararlarında bir kişi bir PowerPoint hazırlayan işlerden böyle hemen anda kırdım. Hem yüzükanlarını sonra öğrendim. Onları aydarla yazıp aldım. Taptım, gelişesini ettim ve sayılmadım. Kavgaları da mesela hayırlarımın bizim uyarımın buraya içsem dürüst bulurma deyip anlayan internette hata şey yazan şu nişikse demek bu dürüst. Bizim ne kadar Tatarca matematik dersler matematik dersler var. Mesela beşinci sınıflar içinde internet okuyan bir Tatar okuşular. Onlardan bir kitaptan gına internetten köp kişiler yesin. Ben bunu Tatarca'sı buraya getirdim. Eğer de bir de toplamazsam o ileride çalışacağım. Bunu küçükçülükte toplamam. Belki şunu çözülüyordur. Rahmat Tangsulu. Tamam, bir soru var. Leyla'nın daha soru var mı?
Мин алдан бераз ишетеп бетермәдем. Сезнең менә үзегез белән таныштырган моментны дип әйтегендә мизгелне бәлки әйтеп киткән булгансыздыр. Сез үзегез хәзерге вакытта студентмысыз яки инде гыйльми эшләр белән шөгыльләнәсезме? Научный укытасызмы бәлки? Мин башта ишетдем, мин түбән камада туган birinci sürümde tuğan teline başladım. Eniyimde etkimde tutar. Mektepte Türkiye'de başladım. HES'de İstanbul Üniversitesi'nde matematik bölümünde 3. sınıfta okuşu bulundu. 2 yılda bitirdi. Uyuyayım. Hem bunun bilen birlikte Gıyılge'de makaleler yazdım. Bizim de aldığım yıllarda matematik bulup bitireyim. Şuna göre aldığım okullar üzerinde matematikleri okuyayım. İngiliz dilinde yektirinde. Hem de minden kişiden bulunan balalarda, mektepte kayır balalarda, yekli liseyle giden balalarda matematik boyunca dersler bilen. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Киләчәктә укытучы булырга телисез бит аңламыйча. Шулай тамам. Мин университетта белем бирергә дәвам итәм. Ягъни мастер яшәшәкмен. Ләкин шуның белән бергә укытучы да булырга мөмкин. Чөнки монда mesela bir okuyucuya, bir studentga ders verip akşam alamazsınız. Çünkü Türkiye'de liseye türlü sınavlar bula, anlasın üniversiteler için sınavlar bula. Hem bu sınavlarını bir için okuyucuların matematik olacak. Hatta kıbrık indi matematik olunca dersler sınav alanlar. Hem şulayda aksesuarlar mümkün. Min aslında üniversitede işler getirmeyeyim. Matematik olunca. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Таңсылу бик күңелле булды. Татарча фәнни чыгышын тыңлавы. Мин уйлап куйдым, нигә без элегрәк гыйлемдә синең белән лекциялар оештырмак микән дип. Чөнки чыннан да татар телендә математика турында, математикадан лекцияларны ишетү бәхете мөмкинлеге ул бик сирәк тәтидер. Казанда аны бүгенге көндә эшли торган берничә кеше генә бар. Һәм алар да лекция үткәрмиләр. Шуңа күрә бу мөмкин өчен бик зур рәхмәт Таңсылу. Бик күңелле булды. Безне бүген тыңладылар гимназияның кече сыйныф укучылары. Алар өчен шулай ук бик тә үзенчә тәҗрибә булгандыр. Шулай бездә инде без таларны табысак та без шул кадәр җитдилек белән, тирәнлек белән математиканы синеке дип аңлата алмыйбыздыр тар телендә. Шуңа күрә алар исемендә миңа калса бик зур рәхмәт әйтәсебез киләдер. Бик зур рәхмәт. Шулай да менә миңа калса, әгәр дә синең мөмкинлек булса, безгә алга таба аралашырга кирәктер. Бигрәк тә менә син укытучы да булгач, безнең өчен бигрәк тә кадерлесең. Бәлки син безнең белән алга таба әле шулай онлайн дәресләр белән дә аралашырсың. Миңа калса бик кызык булыр иде безгә шулай эшләү. Без үзебезнең гимназиядан тыш әле башка мәктәпләргә барабыз. Шулай ук анда да татарча математика турында сөйләү бик күңелле булыр иде. Бик зур аралашсак яхшы булачак. Инде җәйләр җитеп, инде ишекләр ачылса, бәлки якташка килерсең кунакка. Бигрәк тә гаилә белән кайтсагыз, Татарстанга бик күңелле булыр дип килсәгез. Минем сездә булганым бар, Истанбулда кунакта булган бар, аралашкан бар синең белән. Һәм инде менә синең чират хәзер безгә килергә, Татарстанга, кунакка. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Әгәр дә безнең укучылардан сорау булмаса, без мөгаен әкренләп тәмамлыйбыздыр. Шунда безгә YouTube'та сораулармадыр. Бик зур рәхмәт тагын бер кат. Шунда аралашкан дәвам итәрбез. Шуңа рәхмәт. Бәлки синең Таңсылу бардыр укучыларга шундый
бигрәк тә менә кече сыйныф укучыларына киңәшләр, ничек математиканы, ничек гомумән математика белән кызыксына башларга. Чөнки син бит нәкъ менә фән буларак өйрәнәсең математиканы, һәм син укытучы гына түгел, син нәкъ менә университетта укытучы булырга телисең. Ягъни син галимә булырга телисең. Ничек менә кызыксынып китәргә бу өлкә белән? Дөресен әйткәндә, математика ул куркыныч әйбер түгел, ләкин безгә инде мәктәптә проблемалар мәсәлән, бассейн су тутырасың проблема була, аннан соң әнисенең яше балаларның яше тутмашлы. Гадәттә уку мәктәпләрдә математика бик кызык итеп өйрәтмиләр. Türkiye'de şulay, Rusya'da nişik kullanım bilmiyorum, anda benim anlattım. Matematika ne anı mesela mektep vakitinde bir sıralamış anlayken o anlaşım bir tırışırga işte mesela onu ezber işliyor anladı. Nasıl o gidecek şu şekilde tağını toplayacak, tağını kapatlayacak, şunu iğrenecek, eyvet gene hazır bizim kullanırsa internet var. Rusça şunday neler var mı? Benim video yazmak isteyen kişiler var mı bilmiyorum. Ama İngilizce'de babalar için hem lise yaşlık içinde bir matematik matematik olmuşlar, bir video yazmalar var. Şunlardan da ilerliyorlar. Hem okuyamalı onunla bitirilmiş. Mesela kaybır nindi formülünün, nişik şıkkanın uygulayış, anlara o formülünün derse o formülü aslında bir mantıkla işte şunu anlamalısın. Ul bala, ul kuşluğunda o zamanı yaşlar anlayacak. Hem indi anlamıyla belli problem var şişlere gerek. Çünkü bir problem işlesen hem sen bir örnekler kursan şu vakitte sen ol kemanı yaşlı anlıyorsun. Ne şu var? Hem kızıksın aslında matematik bizim lisede mektepte kuruyan sınavı mektepte matematika ne asıl zor matematikanın bir kişisine gelişimdi. O biraz trainer mana. O ne biraz kişisine ne ama matematik bilgine küçükken siz bütün eğilimini size ispatlarlar. Mesela siz bir hipotez oynayırsınız. Zeki başka bir alim size bunu nişik eğitirsin diye sorağında sizde. Ne bulayını eğitemezsiniz. Siz onu ispatlarlar. Hiç bulamazsınız hem onun bütün delilleri bir gelir. Hem matematik menimse şunun bilen bir yapılsa. Çünkü mesela birden hatta bulan sanların toplamın formülasını yazdım hem ispatladım. Bu formülanı adette İngilizce yapmaktan aşağı sen bizge sorav ile birden ciddi sanların diyen bir sorav ise formülanı yazarız da biz onu nişik şıkkanın, anı mantıkın nişik bulan mantığın nişik bulanı bilmiyoruz. Eğer de biz bunu iğrensek bu vakitte o bizge kızıklar olacak. Hem biz onu formüllerini anlatsak da biz onu mantıkın iğrengen için tizlettiğinde tavmıştı var. Biz onları hipotezini ispatlayalım, yani ispatlayalım, sıramda şirketlerimiz. Бик зур рәхмәт, Таңсулы, бик зур рәхмәт. Яхшы без шул белән тәмамлыйбыздыр. Бик зур рәхмәт Таңсулы әйткәнчә, ата барыша кирәк безгә. Чыгышыңны әзерләгәндә гыйлемнең дә файдасы булгандыр, чыннан да гыйлемдәге эшенең дә без гыйлем кысаларында һәм гимназия кысаларында алга таба бик яхшы сәбәтләрдә калырбыз иншалла. Бик зур рәхмәт. Без шул белән бүгенге эфирны тәмамлыйбыздыр. Әкренләп безнең укучылар рәхмәтләрен җиткерәләр чатларда. Бик зур рәхмәт. Шунда бүгенге безнең фестивальнең икенче көне булды һәм без бүген бик күп кызыклы чыгышлар тыңладык. Беренчедән укучыларның чыгышларын, икенчедән үзебезнең
Кунакларның чыгышларын, гуманитарийларның һәм менә математика чыгышын тыңладык, киңәшләрен, фикерләрен, тәкъдимнәрен. Моның өчен барлык катнашучыларга, тыңлаучыларга бик зур рәхмәт. Алга таба без шулай ук эшебезне дәвам итәрбез. Иртәгә безнең фестивальнең икенче көнендә без сөйләшмәячәкбез инде без. Без тыңлаячакбыз, караячакбыз. Шекспир татарча һәм Тукай инглизчә дигән әдәби кичәне иртәгә көндез булачак ул. Һәм инде шуннан соң без сәгать 2-дә без җыелачакбыз фестивальнең йомакларын ясар өчен. Чөнки безнең иртәгә ябылыш тантанасы, ябыл тантанасы һәм җиңүчеләрне игълан итү тантанасы. Бик тә шундый дулкынландыргыч мизгелләр булачак. Менә безнең тагын чатта YouTube'та язганнар, бик зур рәхмәт дип Таңсылуга. Таңсылу Тамыркасына бик зур рәхмәт. Яхшы, шу белән без сау булашабыздыр. Бүгенгә салыштырабыз, иртәгә кадәр исән сау булыгыз дип торабыз. Сау булыгыз, хәерле кичләр, хәерле ифтарлар. Исәнлектә. Бик зур рәхмәт Таңсылу. Sağ olun.